относительно выведения Северного потока из-под санкций. Мы видели, как 14 января они поддержали законопроект республиканца Теда Круза, который инициировал необходимость введения санкций здесь и сейчас, не дожидаясь потенциального вторжения российских войск в Украину. То есть мы видим, как по наиболее ключевым кейсам для России полной консолидации Запада нет. Вернее, даже консолидация может и есть, но она не в выгодном для Украины ключе. Да? И говорить о том, что будет полное эмбарго на российские энергоносители, пока нет никаких предпосылок. Более того, представители Госдепа консультировались с представителями европейских энергетических компаний относительно того, возможно ли заместить российский газ, да, в Европе, если вдруг такой эмбарго последует. И ответ был критический. То есть, как бы принять такое решение, пока политической воли нет. А еще одна негативная сторона разговора о санкциях, то, что слыша такие предпосылки, как там перспективы отключения от SWIFT, конечно же, Российская Федерация к этому готовится. Потому во время встречи с китайской стороной Россия проговаривала возможность создания альтернативной платежной системы, возможность переведения двусторонних расчетов за энергоносители, за нефть, за сланцевый газ, возможность переведения расчетов из доллара в другую национальную валюту, опять же, в юань. И подготовка к, скажем так, такому экономическому давлению, подготовка к тому, чтобы уберечь себя от этих санкций, она уже ведется. Пока Америка этими санкциями пугает, Россия уже ищет пути, как себя от этого всего обезопасить. Потому спровоцировать революцию запретом высокотехнологической продукции, пока я такой в обозримой перспективе такой тенденции не вижу. Да, в перспективе лет 5 можно обвалить ВВП Российской Федерации принятием таких санкций, возможно, и сохранением тех санкций, которые действуют еще с периода оккупации Крыма и инициирования войны на востоке Украины. Но здесь мы говорим о среднесрочной перспективе, а практические решения необходимы здесь и сейчас. А вместо этого мы видим, например, что да, Соединенные Штаты выделяют помощь Украине, но эта помощь сводится к, не к вооружению. Потому что, например, Стингеры, вопрос или того вооружения, которое должно было идти на Афганистан, пока что мы в этом кейсе не продвинулись. Если говорить, вы правильно заметили о том, что вроде Германия поддерживает нас политически, но вопросы экспорта вооружения из Литвы, вот Эстония заявила, что готова передать нам Джавелины, Германия заблокирует это решение. И однозначно министр иностранных дел об этом заявляла. Вопрос в том, что военная поддержка здесь и сейчас относительно полной консолидации европейских партнеров нет. Да, Британия в этом заинтересована, да, США в определенной мере этим заинтересованы, но они не хотят поставлять сюда реальное вооружение, боясь спровоцировать Российскую Федерацию, какой-то замкнутый круг. Мы хотим превентивные меры против такой агрессии, превентивные меры против этой угрозы. В то же время мы не хотим выводить их из дипломатического процесса предоставлением какого-то вооружения. Такой неоднозначный подход, который неясно, даст ли конкретный результат. Это значит, что нам нужно найти какой-то аргумент, чтобы заинтересовать, нам помогать. И что это за аргумент может быть? К сожалению, если бы этот аргумент знали, наверное, уже бы и помощь получили, но пока такого достаточного аргумента, к сожалению, я не вижу. К сожалению, приходится констатировать то, что идут глобальные договоренности. Соединенные Штаты не просто так начали говорить с Российской Федерацией, потому что они решили преодолеть какие-то противоречия Европы. Нет, они понимают, что потенциальное усиление союза между Российской Федерацией и Китаем, усиление союза в экономической плоскости, потому что Китай в дальнейшем будет эффективно использовать сырье Российской Федерации, да, как энергетический придаток, нефть, сланцевый газ, будет использовать для развития своей экономики. Российские технологии в перспективе тоже, может, будут использованы Китаем. Возможно, подписание какой-то военной доктрины, возможно, интеграция Китая в ОДКБ и создание альтернативы НАТО, да, на территории постсоветского пространства и Азии. И в Америке понимают, что ситуативное и эффективное использование Китаем Российской Федерации, вот этот ситуативный союз, он может существенно ослабить позиции Российской Федерации. И здесь в этом контексте есть, будем называть вещи своими именами, есть вероятность того, что Украина может оказаться просто разменной картой. Потому что, чтобы такой сценарий нивелировать, офису президента, нашим дипломатам необходимо активно коммуницировать, необходимо искать то, почему мы можем быть интересны для американских, для европейских партнеров. Не говорить просто о том, что выделите нам средства, потому что у нас проблема. Нет, давайте предлагать какие-то инвестиционные проекты. Я не говорю там о инвестиционных нянях,
предлагать реальные конкретные дорожные карты финансирования. Опять же, мы говорим о том, что необходимо, вот, к примеру, транзитировать газ, да, сохранить украинский маршрут для транзитирования газа в Европу. Да, то давайте тогда говорить о проектах модернизации, давайте подключать Германию, давайте создавать консорциум, давайте привлекать европейских партнеров. Тогда мы можем быть потенциально интересны. Мы будем тогда не просто страной, которая просит помощи, а страной, которая предлагает перспективы взамен инвестиций. Может, в таком контексте тогда мы будем выстраивать диалог со стороны субъекта, а не со стороны исключительно объекта, к которому приезжают там и периодически доводят то, что ограниченную информацию относительно каких-то глобальных договоренностей. Спасибо. Наше время в эфире подошло к концу. Антон Найчук, директор фонда гражданской дипломатии, был гостем этой студии. И прежде чем уйти на небольшой перерыв, я напомню про наш YouTube. Вы всегда можете на него подписаться. И для того, чтобы смотреть наши программы, те, которые не успели посмотреть в прямом эфире, подписывайтесь, ставьте лайки и помогайте нам продвигать наш YouTube-канал для того, чтобы нас могли видеть и в оккупированном Крыму. Потому что на сегодняшний день первый крымско-татарский телеканал отключен от спутникового вещания и может донести свой сигнал в оккупированный Крым только благодаря интернет-технологиям. Спасибо, что смотрите. Увидимся через 5 минут. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Қачар, бақыр, борудан. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханитлер де олды үлбет.
сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. А мы продолжаем информационный эфир на телеканале АТР. Программа «Богунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о самых актуальных событиях как в оккупированном Крыму, так и на материке и мире. А прежде чем начать эфир, я напомню про наш YouTube-канал, на который вы можете подписаться, если еще этого не сделали. Ну, во-первых, вы всегда там можете увидеть те программы, которые пропустили в прямом эфире. Ну и самое главное, если еще не подписались, подпишитесь, ставьте лайки для того, чтобы продвигать наш канал, чтобы нас было лучше видно в оккупированном Крыму, потому что на сегодняшний день YouTube — это единственный источник связи с жителями оккупированного Крыма, потому что спутниковое вещание у нас до сих пор отключено из-за недофинансирования. Ну и поддержать нашу работу вы можете, подписавшись на Patreon. Ваша поддержка нам очень важна. И я представляю гостя этого часа. Микола Мельник, политический эксперт, генеральный директор аналитической группы «Левиафан» с нами у нас в студии. Я вас приветствую. Витаю вас. Давайте начнем с предстоящего визита госсекретаря Соединенных Штатов Блинкена. Он должен встретиться и с президентом Зеленским, и министром иностранных дел Кулебой. Они будут, как официально говорится, они будут встречаться для того, чтобы США заявили о своей поддержке суверенитету и территориальной целостности, а также Энтони Блинкен с Дмитрием Кулебой проведут переговоры о дальнейшем, вот цитата, воплощении комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Вот давайте попробуем розшифровать эту цитату. Я б тут подивився трошечки назад і згадав би, яке домашнє завдання колись пан Блінкен назвав нам, здається, це була конференція у Вільнюсі. І тоді пан Блінкен чітко зазначив, що США чекає від України, по-перше, прокурора САП, по-друге, інституційну незалежність НАБУ, по-третє, реформа Вищого Верховного суду України, взагалі антикорупційну реформу, ну і четверте, це реформа в енергетичному секторі та демонополізацію української економіки. Що з цього було виконано? Нічого. Безпосередньо, я думаю, що пан Ентоні Блінкен їде, щоб нам вказати на те, що ми нічого не зробили для спільної дорожньої карти між Україною та США, що вони доволі роздратовані цією позицією. Але так як Україна дійсно знаходиться попереду всього цивілізованого світу і ще є щитом, який стримує весь російський неадекват, звісно, нам продовжують допомогу. Але, на жаль, поки ми не станемо частиною порядку денного США Вашингтону, суттєвого збільшення військової та політичної підтримки нам навряд чи слід очікувати. А что мы должны для этого сделать? Ну, кроме внутренних, да, наверное, реформ, о которых вы говорили, про антикоррупционные структуры, про реформу судов, этого будет достаточно, чтобы США сказали: все, вы молодцы, вот вам вооружение,
Вот вам. Я не готовий сказати, що скаже США, якщо ми щось виконаємо. Але те, що ми не виконуємо ті зобов'язання, які на себе беремо, це доволі ускладнює наш діалог з Вашингтоном. Неспроможність української влади провести елементарну реформу антимонопольного законодавства ставить під питання взагалі, а чи спроможна на щось ця влада. У Вашингтоні доволі цинічно дивляться на будь-яку ситуацію, і якщо ти щось гарантуєш і не виконуєш, питання твоєї спроможності. Якщо ти не спроможний втілити прості речі, які потребують лише законодавчого регулювання, а оборонний бюджет ти провалюєш другий рік поспіль, можливо, тобі потрібна не зброя, можливо, тобі потрібні радники, які підскажуть тобі, як правильно робити реформи. Тому ми самі себе, на жаль, загнали в такий складний кут, і тільки загроза чергової ескалації змушує Америку вчергове нам збільшувати військову підтримку та підтримку реформ. А угроза, о которой вы говорите, она до сих пор реальна? Я думаю, вона ніколи не дівалася протягом... Давайте від 16 року, в 16-му році, здається, були ці бої під Мар'їнкою, коли в останній раз крупними батальйонно-тактичними другами Російської Федерації спробували піти в насип і отримали по зубах. То 16-го року ми перейшли в окопну війну, але загроза ескалації, вона нікуди не дівалася. Виходячи з того, що, на превеликий жаль, Україна як держава бідніє, на превеликий жаль, ми знову ж таки провалюємо оборонне замовлення, на превеликий жаль, ми маємо відтік професійних саме бойових кадрів з армії і доволі нестабільну політичну систему. Це все змушує мене говорити, що ми робимо все, щоб запросити ворога до чергової ескалації. Я дуже хочу помилятися. Хорошо. Это требования США. Но другие страны, которые тоже оказывают нам поддержку, тоже ставят нам какие-то определенные условия, чтобы мы могли войти в НАТО. Нас вроде туда сказали, двери открыты. Принято решение давно было, но что-то нас туда куда-то не пускают. Германия блокирует поставку вооружений, отказывается. И сегодня есть новости о том, что блокировала, даже воздушный коридор закрывала для британских самолетов, которые везли нам оружие, противотанковое оружие. Собственно, получается, что Украина в таких каких-то тисках, в которых ей, собственно, вырваться можно только, я не знаю, совершив какое-то экономическое чудо. Та питання навіть не економічного чуда, а ідеологічного чуда. І це ідеологічне чудо полягає в тому, що українці нарешті мають зрозуміти, що ми знаходимося в стадії війни, що вона невідворотня, вона буде тривати. Нам треба налаштовуватися на довгий шлях для боротьби за свою землю, і яка може закінчитися лише після звільнення Криму. Це перший етап. Другий етап – це дійсно нам потрібні реформи, в тому числі і в антимонопольному законодавстві. Тільки розбивши монополії, ми розіб'ємо цей порочне коло, коли фінансово-промислові групи нав'язують українцям певні політичні проекти, за які ми потім голосуємо. Відверто. Хто не має доступу до телебачення, в парламент не обирається. І це блокує будь-які соціальні ліфти в державі. Тому ми не можемо розвиватися як держава. Це друге питання. Третє питання – це, звісно ж, озброєння. Озброєння і ще раз озброєння. Нарешті побудувати патронний завод. Нарешті збільшити виробництво і розконсервування танків. Посилити співпрацю з США та Великобританією щодо поставки нам озброєння. Тільки тоді, коли ми будемо озброєні, це хоч якийсь запобіжник, що росіяни зайвий раз подумають, робити ескалацію чи ні. Тому що їм також ховати своїх солдат, їм потім владі пояснювати матерям цих вбитих солдат, чому так відбулося. А це можливо лише тоді, коли українцям є чим відстрілюватися. Тому вся ця риторика Заходу про те, що давайте не давати Україні озброєння, це лише роздратує росіян. Ні. Коли нам Захід не дає озброєння, це лише запрошує росіян до ескалації проти України. Тому це три напрямки, по яким нам треба працювати щодня, і які, на превеликий жаль, знаходяться не в тому стані, щоб ними пишатися. Почему Германия блокирует вопрос поставки вооружения нам? Саме тому, що вони знаходяться доволі давно в політичному полі Кремля. Починаючи з 2008 року, це дуже сильно прослідковується, коли вони разом з Францією заблокували, здається, це було в Бухаресті, ПДЧ НАТО для України.
Саме тому, що саме Федеративна Республіка Німеччина є лобістом побудови Північного потоку-2, який доволі сильно вдарить по економічній спроможності України. Тому що вони доволі давно сприймають Російську Федерацію як торгівельного партнера. І одні з перших почали обходити ті санкції, які були запроваджені на рівні США і ЄС. Тому вся риторика про те, що Німеччина є нашим союзником, ну вона дуже сильно перебільшена і не спирається на факти. Хорошо. Британія. Британія – це інша історія. Виходячи з тих дій, які вони зараз вчиняють, це стосується і, знову ж таки, і критики Північного потоку-2, і постійне надання нам військової, політичної, економічної підтримки. Ми можемо сказати, що Британія так дійсно є нашим союзником. Я думаю, що наше партнерство досягне певних стратегічних масштабів. І це той напрямок, який Україні треба поглиблювати і доволі сильно. Ну вот появилась информация о том, что британцы нам поставили сегодня. Это противотанковые гранатометы НЛАВ, ну если я правильно читаю. Они считаются лучшими в мире гранатометы для боя в городе и не имеют аналогов в России. Вот так пишет Цензор.нет. Вам что-нибудь известно об этой марке вооружения? На жаль, ні. Ну ведь одними джавелинами и гранатометами противотанковыми, да, мы не очень-то, наверное, сможем противостоять. Вот вы, когда говорите проваливается оборонный заказ, что вы имеете в виду? Я маю на увазі те, що ми розконсервуємо недостатню кількість танків, те, що ми виробляємо недостатню кількість танків, те, що ми не маємо елементарного патронного заводу. Всі ці гранатомети – це дуже цікаво. Але бій навіть в місті, він передбачає наявність стрілкового озброєння і патронів. А коли ми патрони не виробляємо, а закупаємо в тій же Словаччині, а якщо Словакія нам ембарго встановить, що ми будемо робити? Чим будемо відстрілюватися? Так, в нас ще є запаси, але ж нам ще воювати не один день. Тому я говорю про стрілкове зброєння, говорю про танки, говорю про БМП, я говорю про інвестування в безпілотники, я говорю про інвестування в наші системи ПВО, в літакобудування. Це все є необхідність, це те, що це як двічі два. Але, на превеликий жаль, кожному з цих напрямків ми не можемо пишатися. Вибачте, будь ласка, навіть наші міномети «Молот» також доволі скептично сприймаються нашими військовими. Це теж на превеликий жаль. Тому я і говорю, що навіть питання в іншому, в тому, що ми другий рік підряд не можемо освоїти Укроборонпром не може освоїти ці кошти. Тобто держава дає, ми з вами, як налогоплатники, кажемо, добре, податки високі, але нате вам гроші, витрачайте, захищатися треба. Не можуть освоїти. От в цьому є величезна проблема. І поки ця система не зміниться, поки ці гроші хоча б не почнуть нормально освоюватися, ми з вами будемо постійно ходити по колу і казати, що ми вчергово не готові до великої ескалації. С нами на связи Андрей Пелюховский, политический аналитик. Я приветствую вас. Здравствуйте. Хочется понять все-таки, что стоит за такой активной дипломатической работой Соединенных Штатов. Вот на днях у нас был директор ЦРУ, завтра ожидается госсекретарь Блинкен. Ваши оценки? В данной ситуации сейчас, конечно, вокруг сложившейся ситуации очень много ажиотажа. Я же на сегодняшний день думаю так, что в ближайшее время Россия не сделает каких-то активных действий. Потому что сейчас, посмотрите, то есть на мировом рынке, то есть крупные компании, нефтетрейдеры, то есть акции их не поднялись. Соответственно, то есть Россия сейчас получает очень большую прибыль. Тем более у них еще не совсем завершен вопрос с Казахстаном. Где практически они уже туда зашли. Я уверен, что следующий, конечно, объект это мы. Но не так будет просто с нами. Поэтому сейчас это просто пока ажиотаж. Россия пока плотно зарабатывает деньги. Манипуляции, то есть что выезжают послы, члены их семей, да, это действительно так.
это имеет место, но пока на сегодняшний день это очень с их стороны серьезная манипуляция для того, чтобы ускорить процесс и попытаться сломить нас на их сторону. Понимаете, скажем, то есть то, что конгрессмены приехали и при общении с президентом Зеленским пообещали якобы помочь летальным оружием. Но, к сожалению, обещать пока это мало. Не факт, что это произойдет, потому что мы знаем, что Соединенные Штаты входят в состав НАТО, а это коллегиальный орган. Как они отреагируют для того, чтобы предоставить Украине помощь в виде хотя бы летального оружия. Ну и плюс Россия, понимаете, мы очень близко, мы граничим с Россией. И мы приобрели серьезный военный опыт за эти годы. Дать должное, то есть действительно армия у нас очень сильно укрепилась, плюс национально-патриотический дух очень сильно развит. И просто так, как в 2014 году, ничего не произойдет. То есть как бы нас молниеносно, там, блицкригом как бы захватить не получится. Мы прекрасно понимаем, что мы находимся в 21 веке. И если уже, не дай бог, что-то начнется, да, видите, за такой как бы сентимент, то будет, скорее всего, наноситься серьезные мощные авиаудары. И Россия тоже обеспокоена тем, что вдруг мы получим это оружие. Конечно, нам бы желательно очень получить это оружие для того, чтобы хоть как-то отстаивать свои позиции. Потому что мы на сегодняшний день, кроме уверенности в себе, кроме силы духа, ничего не имеем. К сожалению, очень сложно вести диалог и отстаивать свои позиции, свой суверенитет без равноправия. Потому что говорить о том, что мы победим Россию, не имея, скажем, физических возможностей, я говорю, то есть о ядерном потенциале, это, конечно, как бы утопия. Но они же на сегодняшний день практически нами и манипулируют, и склоняют все-таки для того, чтобы присоединить нас, как Белоруссию, как Казахстан. Ведь Россия очень далеко уже зашла. И мы действительно для них очень серьезный такой, знаете, серьезный лакомый кусок, но они прекрасно понимают, что на границе серьезнейший конфликт, как он будет развиваться, и действительно ли будут помогать, не будут, к сожалению, пока это еще трудно сказать. Но если я, там, скажем, летом, весной утверждал и уверен был, что до конца года точно ничего не будет, то сейчас нельзя так утверждать. Мы на грани, мы сейчас, знаете, я бы характеризовал ситуацию, мы в шаховой ситуации, сейчас шах. Или мат, или мы продолжаем игру. Что вы имеете в виду под словом «шах»? Ну, шаг, потому что на сегодняшний день у России большое желание, а нашего противостояния, к сожалению, недостаточно. И именно шаговая ситуация, я имею в виду на грани военных каких-то действий. Это имеет место быть. Но, еще раз подчеркиваю, нельзя давать оценку, что какое-то скопление количества войск на границе. Я повторюсь, 21 век, такие пулеметы. То есть это будет наноситься серьезные ракетные авиаудары. Россию сейчас интересует отсечь нас от юго-востока, то есть забрать выход в море и восток. Восток уже практически у них как бы готов, почва существует. Опыт там ЛНР, ДНР. Поэтому я еще раз утверждаю, что пока сейчас Россия хорошо и очень хорошо зарабатывает на газе, потому что газ нынче в цене. Посмотрите, мировые компании, насколько поднялись акции за последнюю неделю. А это говорит о еще повышении цен на газ. И им сейчас выгодно не конфликтовать. Потому что если начнется открытый конфликт, то те мировые нефтетрейдеры, которые работают сейчас в России, они перестанут просто платить. Ну, это закон бизнеса мирового. Потому что если конфликт у государства, то нарушаются договорные отношения. Им же желательно получать большие прибыли того, что они сейчас продают эти ресурсы. Я думаю, это пока жесткая манипуляция, но если в ближайшее время действительно нам не окажут серьезную, сильную помощь, и мы не выйдем на серьезный какой-то диалог, хотя бы конструктивный, то я не исключаю, что в ближайшее время может что-то начаться непоправимо. К сожалению, так. А с кем конструктивный диалог? Мы, естественно, со стороной, которая заинтересована, ее все приняли считать стороной агрессора, с Россией нужен прямой диалог. И конкретно, еще раз говорю, мое мнение как украинца, как патриота, я не приветствую, скажем, Минские соглашения. Я бы вернулся к нормандскому формату однозначно. И еще раз мы должны выйти с предложением, которое не
ущемляют честь и достоинство, и тем более территориальности Украины. Они должны пойти на наши какие-то условия, которые, еще раз, нас не задевают. Тем более я постоянно задаю вопрос, и как многие украинцы, не получаю ответа. Почему на сегодняшний день не отвечают те, которые там причастны к сдаче Крыма, причастны к определенным действиям во время конфликта 2014 года? Я уверен, что если бы были найдены виновные на сегодняшний день и были бы уже наказаны со стороны юридического и определившегося судом наказания, то мы могли конкретно выступать в плане того, что у нас люди, которые занимали определенные должности, повели в критической ситуации, проявили халатность, которая повлекло за собой нарушение нашей территориальности. И виновные наказаны. Это все равно, что как у нас бы украли какие-то национальные реликты, и они бы всплыли бы в России. Мы обязаны были и имели право потребовать: верните назад. Но на сегодняшний день, смотрите, 7 лет войны, и никто не понес ответственности за этот конфликт. Но есть же люди, которые занимали серьезные должности и обязаны ответить сейчас. Понимаете? Поэтому я считаю, что нужно в первую очередь хотя бы найти виновных у себя, кто причастен, и сказать: виновные найдены, у нас наказаны, и давайте все возвращать на круги своя. Это было бы правильно, естественно. И повторюсь, я тоже за то, чтобы Украина как минимум получила бы серьезное оружие, которым мы могли бы противостоять, которое, если нам обещают, то я очень был бы счастлив, что нам бы оказали эту поддержку. И мое убедительное мнение для того, чтобы впредь в будущем этого не было, и с нами считались, нам нужно вернуть ядерный потенциал. Если вспомнить то есть всю историю Украины, рождения Украины, мы генетически не воюющая нация. Мы никогда в жизни никого не нападали. Но для того, чтобы отстаивать свои интересы с позиции равных, очень сложно отстоять, к примеру, банальный пример. Я один, а со мной выйдет, там, например, 30 человек разговаривать. Как я смогу отстоять свои интересы, потому что с позиции силы не могу даже не дать высказаться. Как и сейчас происходит. Практически не обращать внимания на наши какие-то, скажем, не действия. Мы действия пока не делаем. Мы просто пытаемся вывести в нормальный формат переговоров и все-таки завершить и вернуться хотя бы на то, что было до 2014 года. Но нас никто не слышит. Ведь смотрите, что говорит Путин на сегодняшний день. Он говорит... Алло, прервалось. Нет, мы вас слышим. Может быть, сейчас еще и увидим, да, и видим уже. Да, понимаете, то есть мотивировка России очень серьезная в плане того, что заступили за русскоязычных украинцев, да. Но извините, по всему миру много обижают русскоязычных. Но почему-то же Россия не объявила войну всему миру. Давайте с этой позиции идти. Прекрасно, что желание присоединить Украину к России — это лишь только огромное желание, но возможности, и я не думаю, что это у них получится, потому что я очень много общаюсь с простыми людьми, с военнослужащими и так далее. Я даже, не то что даже, я восхищаюсь и говорю, что украинцы будут стоять до последнего. Вот это я могу сказать твердо. Но если наши партнеры, они не виртуальные, не гипотетические, а действительно партнеры, и тем более факты, произошедшие налицо на сегодняшний день, у нас нету территории, у нас очень много проблем, мы терпим экономические проблемы, которые очень сильно влияют на внутреннюю составляющую нашей страны, то я уверен, что нам должны оказать посильную помощь. Если страны НАТО не хотят помогать хотя бы там живой силой, техникой, дайте хотя бы нам оружие, мы будем вынуждены в этой ситуации защищаться. Или давайте мирным путем, потому что это точно хорошим не закончится. И из-за конфликта Украины и России на нашей площадке, к сожалению, может разыграться, я не побоюсь, это не громкие слова, разыграться Третья мировая. Очень серьезная может быть. Потому что геополитическая борьба крупных стран, к сожалению, может спровоцировать серьезные, необратимые процессы, которые повлекут за собой как цепная реакция. К сожалению, хотим мы не хотим, но в мире, во многих странах очень много скоплений ядерного оружия. И один неверный шаг — будет страшная цепная реакция. Но уверенно говорю, что у России не получится быстро нас, как они хотят, проглотить и так далее. Это пока манипуляция. Пока, я думаю, несколько месяцев никаких не будет телодвижений, но если оно так будет дальше продолжаться, и это будет перепалка, если не будет конкретики,
Я не исключаю, как только сейчас Россия закончит с Казахстаном, а практически повторюсь, что они уже вошли в Казахстан, и то есть Средняя Азия, такие как Таджикистан, следующее это будет Туркменистан, там вся почва готова, там с Туркменбаши. Поэтому практически они сейчас уладят некоторые вопросы с странами Азии и переключатся вплотную на нас. Тогда уже будет сложнее. Ну, я думаю, это время несколько месяцев. Поэтому я считаю, что политикам нужно, наверное, забыть уже новогодние праздники, а серьезно входить в этот переговорный процесс и даже в некоторых позициях ставить ультиматум. Потому что, еще раз повторюсь, и буду это повторять миллион раз, чтобы хотя бы хоть кто-то услышал, я считаю, что обязаны вернуть сначала то, что есть. Мы обязаны наказать, кто виновен, потому что мы только слышали обещания, гипотетические версии. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которые занимали должностные, то есть должности занимали, должностные лица, которые сделали определенные шаги, которые можно характеризовать по разным статьям. То есть это может быть халатность, это может быть все что угодно. Но почему еще никто не наказан? Если бы мы выполняли свои обещания, когда идем на выборы, и руководствовались Уголовно-процессуальным кодексом, я уверен, что виновные были наказаны, и мы бы потребовали вернуть, потому что, повторюсь, виновные наказаны, они отбывают наказание, они повлекли, их действия повлекли нарушение нашей территориальности. Поэтому это наша собственность, вы обязаны вернуть. И смотрите, сколько есть мировой практики. Андрей, я вас перебью. Да, ваша идея как бы понятна. Наказать тех, кто виноват в сдаче Крыма и как бы аргументировать этим России. Но ведь все-таки в потере Крыма виновата в большей степени сама Россия. Спасибо, что были с нами на связи. Андрей Пелюховский, политический аналитик. Вот Андрей высказал еще одну такую интересную, скажем, точнее спорную мысль о том, что нужно напрямую вести діалог з Росією. Що ви думаєте об этом? Ну, дивіться, якщо ми маємо російсько-українську війну, то з ким нам треба вести діалог? Ну, тобто, я розумію, коли йде заперечення, коли ми там Російська Федерація змушує нас спілкуватися з окупаційними адміністраціями ЛНР, ДНР. Це дійсно, це смішно. Ну, тому що ніхто не домовляється з палкою, якою тебе лупцюють, бо тебе заберуть в дурдом. А коли в тебе війна, і абсолютно спокійно визначена сторона конфлікту, то з ким ти маєш спілкуватися? Тому те, що взагалі йде дискусія щодо цього, мені здається, просто доволі велике нашарування вже було про цю історію. Дуже багато рефлексії в українців, які як це там дзвонити Путіну, але хай назвуть інший спосіб врегулювання російсько-української війни. Як не дипломатичні перемовини між Києвом та Москвою. Есть ли какая-то вероятность, гипотетическая вероятность того, что на этих переговорах можно о чем-то будет договориться? Хоть о чем? Жодним чином немає навіть гіпотетичної вірогідності, тому що Україна не може відмовитися від Криму, це неможливо. В той же час Російська Федерація не збирається вести діалог по Криму. Тобто ми приречені до війни, до її продовження у той чи інший спосіб. А всі ці історії про те, що нам треба виробити якийсь спільний план, який не буде бити по великому самолюбі українців, але буде прийнятий до Москви, ну, мені здається, що ще такий Ганс Крістіан Андерсен в Україні не народився, щоб він міг вигадати таку казку. Тому що це неможливо поєднати ці дві речі. Українці будь-яку історію, навіть з реалізацією Мінських угод, сприймають як поразку. Реагують вони доволі агресивно на це все. Тому що поки наша нація готова битися за нашу землю, ну, Мінські угоди не будуть імплементовані. Тобто, ми не можемо навіть імплементувати Мінські угоди, тобто ту дорожню карту, яку в нас бачає Російська Федерація. Ми поки що не продукуємо жодних своїх пропозицій. І на мою думку, ну, немає жодної пропозиції, яка б могла задовольнити і Україну, і Росію. Адже це взаємозаперечні речі. Мы не будем поступаться. Россия тоже не готова. Да? Мировой Запад обобщенный тоже не готов разваливать Россию, вводить адские санкции. То есть, как бы их, наверное, даже больше устраивает такой статус-кво на сегодняшний день. Абсолютно. Все, приехали. Ну, от тепер ми приїхали.
Але ми сюди їхали доволі довго, з 2014 року, просто ми ще не хотіли дивитися правді в очі. Тепер, слава Богу, українці починають дивитися, хоч іноді правді в очі, і ми маємо визнати, що військова підтримка США в той конфігурації, яка є зараз, не сильно збільшиться, гроші на реформи також будуть плюс-мінус в тій же формі, і єдине, що може зараз рятувати українців, це українці. Я маю на увазі велику політичну українську націю, тобто разом з корінними народами. Тільки саме себе. І це, і знову ж таки, ключ до цього самозбереження – це військовий блок. Тільки військова оборонка, тільки військові, тільки дійсно там розвинені патріотичні рухи можуть бути хоч якимось запобіжником перед майбутньою агресивною ескалацією або взагалі агресивної політики з боку Російської Федерації. Тому що якщо Російська Федерація прийме рішення до ескалації, вони придумують, чому це треба зробити. Захист російськомовних, я не знаю, забезпечення прав гномів на лісах Полісся. Знайдуть причину, до якої докопатися. І знайдуть, і обґрунтують за 5 хвилин. Питання в тому, що, продовжу, війна з Російською Федерацією у більшій мірі інтенсивності, меншій рівні інтенсивності, вона буде продовжуватися і цього року, і наступного, і за 5 років. До того моменту, поки одна зі сторін не програє. Іншого шляху немає. А вот для того, чтобы украинцы сами себя спасли, вот сейчас существует такой тезис, что нация должна быть едина. Есть как бы заявление Петра Порошенко о том, что это судебный процесс над ним, это политическое преследование, и это разваливает наш единый фронт, нашу борьбу. Вот с вашей точки зрения, что это у нас? Преследование оппозиции, сведение счетов с Порошенко, или это борьба з корупцією? Дивіться, от є 3 складові, да? Перше, юридично. Ми туди не будемо лізти, тому що те, що він інкримінує торгівлю з ОРДЛО, наскільки я пам'ятаю, взагалі торгівля з окупованими територіями, десь до 16 року, це взагалі була велика заслуга української влади. А той, хто був проти цього, то був хто? Агент Кремля. Тобто це було до 16 року. І чи є склад злочину в тих діях, і тим більше в діях Петра Олексійовича Порошенка, я не готовий сказати. Я не читав кримінальну справу, я не адвокат, я не суддя. Тобто це є. Те, що це має певні медійні ознаки політичної боротьби, так, тому що влада з одного боку хоче, скажімо так, зменшити образ Петра Олексійовича як сивочого криголама, навколо кого ґрунтується вся українська нація. З свого боку, Петро Олексійович намагається перетворити цей судовий процес у свою платформу, мовляв, хочете, щоб українська нація об'єднувалася, об'єднатись навколо мене. А тепер є третій аспект, він моральний. Чи вважаємо ми з вами моральним, що в Україні досі веде бізнес компанії Криму, які зареєстровані в Криму, тобто під колаборанти, і компанії на окупованих територіях? Чи нам це з вами подобається? Я вважаю, це аморальне. Але аморальність не має кримінального визначення. Тому влада буде намагатися всіляко натискати на те, щоб, дивіться, це аморальні аспекти. В той же час, як захист Петра Олексійовича Порошенка буде звертати увагу лише дійсно в те, що це є політичні переслідування, це звичайна лінія захисту, а також по фактажу справи, чи є там злочин, чи нема. И вот весь этот фон, он как-то отражается на наших позициях, на нашей субъектности в международных наших отношениях? Жодним чином. Поки що це навіть Заходом сприймається як елітарні розбірки української влади та опозиції. Тобто, взагалі, вся ситуація, вона поки що несе в собі елітарний характер. Вони між собою розбираються. Українців більше цікавить, що ми будемо платити за камірне, чи ми не замерзнемо цю зимку, чи буде ескалація з боку Російської Федерації. Ці всі питання, вони турбують нас більше. Що буде з Петром Олексійовичем? Цікавить половина його партії, максимум. Але будь-який елітарний протест має потенціал до широкого розгортання, яке може бути спровокованим дурними агресивними діями влади та ще чимось. Завжди є чорний лебідь, який пролетить тебе над головою і нагадить. Тому зараз зусилля влади направлено на те, щоб цей будь-який протестний рух і взагалі вся ця історія з Петром Олексійовичем мала такий певний елітарний характер і не допустити об'єднання певних опозиційних сил навколо Петра Олексійовича. Це їхня задача, я думаю, вони будуть реалізовувати в той спосіб, який розуміють, тобто медійний.
Кстати, по поводу торговли на оккупированных территориях, принят же закон об отмене свободной экономической зоны Крым. Это же должно как-то повлиять на, собственно... Ну да, і зареєстровані в Криму компанії працюють в українських портах. Ну, для кого це взагалі секрет? У нас половина буксирних компаній, включаючи Траншип, це компанії, які зареєстровані в Севастополі і працюють в українських портах. Ну, от для кого це секрет, якщо це для нас з вами не секрет? Так, ми можемо відмінити 1000 законів, можемо прийняти 1000 законів. Питання лише в тому, куди ми рухаємося. І Володимиру Олександровичу треба все ж таки визначитися. Він президент країни, яка розуміє, що треба воювати, або він президент країни, яка збирається заключити мир на умовах там, комплексу заходів по виконанню Мінських угод. І це дві великі різниці. І він не зможе всидіти на двох стільцях. І, ну, я боюсь, що його від такого шпагату може розірвати у такий дуже некрасивий спосіб. Тому ми відмінили цей закон. А що він змінив? Нічого. Кримські компанії, сплачуючи податки в бюджет Російської Федерації, абсолютно спокійно працюють в Україні. Но он изменил правила еще переезда административной границы. Если раньше можно было провести крымчанам эквивалент до $10 000, то теперь это ограничили суммой в 100 000 гривен. Я не знаю, наскільки це взагалі сприяло поліпшенню людей, які живуть в Криму, які доволі часто подорожують в Україну, виходячи зі своїх якихось там життєвих моментів. Ну, тобто студент, там кримсько-татарський студент переїжджає там, з Сімферополя в Київ, йому батьки дають гроші з собою. Ну, чи поліпшить його умови те, що він тепер може взяти не $5 000, а умовно $3 000, що йому тепер прийдеться мотатися. Ну, це умовно. Тобто я не знаю специфіки, тому я не готовий сказати, наскільки це добре чи наскільки це погано. Тому, але те, що ми маємо дві різні політико-правові історії, одна називається ООС, тобто окремі райони Донецької і Луганської областей, а друга історія називається Крим, це дуже велика проблема. І це та проблема, до якої нас штовхала Російська Федерація, починаючи з 2014 року, розповідаючи, що, дивіться, Крим – це окремо, Ордло – це окремо. На жаль, Україна зараз вийшла в такий шпагат, і я думаю, що от Кримська платформа і взагалі всі зусилля МВС мають бути направлені на те, щоб об'єднати це в один процес. Для того, щоб ніхто не казав, там, ми втратили Крим, ми загубили. Ні, його окупували. Його окупували, можливо, ми не так агресивно захищалися, як слід було, але це вже відбулося. Добре, я погоджуюсь з паном Андрієм, що треба притягати до відповідальності цих осіб, але я так бачу, що поки що це питання не на часі в нашої політичної влади. Але навіть зараз треба просто об'єднати ці дві історії в одну. Це окупація української території, і ми не можемо приймати там по Ордло одну історію, по Криму іншу історію, тому що це єдиний процес. Російсько-українська війна, окупація українських територій. Вот еще одна из мыслей, которую озвучил Андрей Пелюховский, о том, что вот сейчас Россия отвлеклась на Казахстан, там потом еще займется другими соседними странами, и это дает нам передышку. Согласны ли вы с таким тезисом? Ну, дивіться, виходячи з того, що вони задіють для виведення своїх військ, там, здається, 12 великих літаків, це 4 батальйонно-тактичні групи. Хочу з того, що в них на кордоні з Україною зосередження близько 90 батальйонно-тактичних груп. Ну, навряд чи Казахстан дуже сильно на себе відтягнув військову потужність Російської Федерації. Я погоджуюсь, що поки є невизначена політична ситуація в Казахстані, її треба дожимати. Але хто сказав, що спочатку вони дожмуть Україну, а потім вони не підуть в Туркменістан? Тобто, ну звідки така впевненість? У мене такої впевненості немає. Більше того, я впевнений, що Російська Федерація нанесе удар тоді, коли Україна буде найбільш до того вразлива. І я думаю, що сценарій буде трошечки інший, як нам всі кажуть, там каверові бомбардировки Києва. Навіщо? Навіщо? Якщо зараз росіянам потрібно, ну, там в медійному просторі лунають дві прості речі. Перше – це освободім Донбас, друге – дадім воду в Крим. І в цій всій парадигмі питання стає південь. Причому безпосередньо питання каховських шлюзів. Ну, це фантасмагорія, тобто я певен, є більш розумні, ніж я, військові експерти, але я просто дивлюсь з точки зору логіки, з точки зору людини, яка воювала. А вот с нами на связи Александр Коваленко, военный и политический обозреватель. Я приветствую вас, Александр. Добрый вечер.
Добрый. Вот мы сейчас с Миколой тут говорим по поводу возможных вариантов российского вторжения. И как бы Микола говорит, что ковровых бомбардировок не будет, что это будет, скорее всего, атака на юге, контроль за водными ресурсами, захват контроля над водными ресурсами. У вас есть какая-то своя версия, как это может быть? В действительности, скажу вам так, на сегодняшний день можно рассматривать целый ряд сценариев, совершенно разнообразных, но одинаково угрожающих для Украины. И если говорить непосредственно о юге, о водных ресурсах, в которых сейчас испытывает острую необходимость оккупированный полуостров Крым, то да, безусловно, это один из сценариев, который в принципе рассматривается уже достаточно давно, о нем говорилось неоднократно. Это своего рода марш-бросок вплоть до Одессы и замыкания Одесской области на так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. И этот сценарий до сих пор остается достаточно актуальным, но с учетом того, насколько сейчас Российская Федерация наращивает силы и средства у наших границ, причем не только у наших границ, но мы можем видеть, что они сейчас перебрасывают достаточно серьезный контингент, в том числе и на территорию Республики Беларусь, то следует все-таки на самом деле рассматривать куда больший аспект, куда большее количество сторон, из которых может поступать эта непосредственная угроза. Я говорю уже целиком о белорусской границе как таковой. Мы сегодня узнали о том, что британцы помогли нам оружием, противотанковые гранатометы вроде бы поступили. Можете нам поподробнее рассказать, известно ли о том объем поставок, сумма, что за гранатометы, как и где они могут использоваться? Точное количество поступившего вооружения нам, безусловно, на сегодняшний день неизвестно, оно не озвучивается, а даже если будет озвучено, я уверен, оно не будет соответствовать точно тем данным, которые соответствуют действительности, скажем так. Речь идет в данном случае о так называемых МБТ-LOW. Это Mine Battle Tank and Light Anti-Tank Weapon. Это легкие противотанковые гранатометы, которые способны поражать высокобронированные цели на расстоянии достаточно успешно на расстоянии от 600-700 метров. Но отмечу, что в принципе это, да, безусловно, поддержка, она очень ценится, она очень для нас важна, но стоит понимать, что говоря, например, о таких танках, как Т-72, Б-3 модификации 2016 и более поздней модификации годов, а также Т-80БВ. Ну, данные гранатометы играют определенную роль, но все-таки противотанковые ракетные комплексы, такие как Стугна-П, а также Джевелин, они все-таки более эффективны. Поэтому в данном случае следует их рассматривать исключительно как вооружение для поражения легко бронированных целей. Ну, банально, в принципе, ББМ, те же самые БТР, те же самые БМП и так далее. В данном контексте отмечу, что у вооруженных сил Украины достаточно сил и средств, а также технических возможностей для поражения подобного рода целей. А что является дефицитом? Какую помощь мы ждем от наших союзников военную? Что это должно быть? В действительности на сегодняшний день Украина испытывает дефицит по ряду направлений, о которых уже озвучивалось неоднократно. Если говорить в целом о вооруженных силах Украины, то наши войска испытывают дефицит именно в той технике, в том вооружении, которое мы не производим. А если мы поднимаем вопрос о противотанковых комплексах, которые используются, например, то наличие того же самого ПТРК «Стугна-П» в определенном смысле компенсирует определенные потребности войск при предотвращении прорывов танковых подразделений либо бронетанковых скоплений ББМ.
А с другой стороны, такие комплексы, как «Джевелин», они предотвращают прорыв более совершенных танковых модификаций, таких как, ну, например, Т-90. Это глубокая модернизация, по сути, Т-72, но все-таки он имеет ряд преимуществ по сравнению с Т-90, имеет ряд преимуществ по сравнению с Т-72, даже в наиболее современных версиях, тот же самый П-3. Но, с другой стороны, у Украины серьезная проблема, ну, например, с авиацией, с истребителями. Украина никогда не была страной, которая фактически в замкнутом цикле с нуля производила свои собственные истребители. А у нас очень хорошо все обстоит с военно-транспортной авиацией, у нас как бы хорошая школа военно-транспортной авиации. Я не говорю сейчас как бы о производстве, а какая школа и какие проекты у нас были. Тот же самый КБ «Антонов», один из лучших был в свое время в Советском Союзе и остается до сих пор. Российская Федерация без наших запчастей, наших комплектующих не может налаживать производство своей собственной военно-транспортной авиации без каких-либо существенных проблем. А с другой стороны, у нас опять-таки эта потребность в истребителях вынуждает обращаться к импорту, то есть к покупке подобного рода боевой авиации. Но у нас сейчас нет иностранной боевой авиации на нашем вооружении, непосредственно той боевой авиации, какая нам нужна. Потому что сейчас в СМИ очень часто, ну, например, говорят про тот же самый Saab Gripen, либо про F-16, но реалии украинского воздушного пространства, нашего воздушного пространства, являются таковыми, что оно враждебно по отношению к нашим собственным ВС, ВСУ. В частности, с учетом того, что в ближайшее время в рамках учений, которые Российская Федерация проводит вместе с Беларусью, там будет размещено 2 дивизиона ЦРК С-400 «Триумф». С учетом того, что ЦРК С-400 «Триумф» размещены на восточных границах с Украиной, на территории Российской Федерации, с учетом того, что ЦРК С-400 «Триумф» размещены на территории оккупированного Крыма, у нас на сегодняшний день фактически все южные, восточные и северные регионы страны, воздушное пространство является в зонтике покрытия именно этих комплексов. Да, у нас есть свое ПВО, да, мы можем противостоять вот подобного рода внедрению в наше воздушное пространство, но все равно риски настолько высоки для нашей же собственной авиации, что нам нужны самолеты, которые условно могут действовать в условиях подавления вражеского ПВО. Мы в нашем воздушном пространстве должны использовать авиацию, которая должна быть заранее заточена на противодействие вражескому ПВО. К таким относятся, например, F-15EX. Есть они у нас? Безусловно, нет. Какие-либо переговоры только начались вестись после 2019 года с упоминанием F-15EX. А вот, к сожалению, вот в таких вот направлениях нам и необходима определенная поддержка со стороны Запада. Хотел вас еще уточнить информацию, прошла в разных СМИ о том, что к нам приехал канадский спецназ. Собственно, непонятно, какие функции он там приехал или не приехал, официального заявления нигде нет, и какие функции он может выполнять. Скажем так, когда нет никакой официальной информации в каких-либо официальных источниках, то я к любого такого рода сообщениям отношусь крайне предвзято. Напомню, что британские СМИ, и на них сослались многие наши украинские СМИ, в ноябре 2021 года сообщали о том, что в Украину отправляется 600 спецназовцев САС. Это британский спецназ. Где этот британский спецназ на сегодняшний день? Ну, как не было, нет, так и не будет. Вы знаете, я на самом деле с 2014 года уже привык к тому, что периодически российские пропагандисты сообщают о том, что на территории Украины вместо украинцев здесь воюют некие польские наемники, некие американские ЧВК, турецкие янычары, сирийские боевики, чуть ли не террористы ИГИЛ на самом деле, да. Вот, со стран Балтии снайперы приезжают, но это одно дело, когда подобного рода чушь несут российские пропагандисты, и это, в принципе, уже привычно. С другой стороны, я очень сильно удивляюсь тому, как, начиная с 2021 года, именно в западных СМИ стали появляться сообщения от неких источников, которые заслуживают доверия, но которые не называются, о том, что в Украину отправляется некий спецназ той же самой Британии, Канады и так далее. Скажу так.
На сегодняшний день на территории Украины действительно присутствует международная группа, обучающая наших военнослужащих. Это прекрасно известно уже достаточно давно. Это представители той же самой Канады, представители Соединенных Штатов и Великобритании. Ну, это полигон в Яворове. Но говорить о том, что иностранный военнослужащий будет воевать в Украине, его отправят в Украину с незнанием языка, с незнанием менталитета, с незнанием культуры, с незнанием местности, с незнанием специфики ведения боевых действий в том или ином регионе. Ну, на мой взгляд, так может говорить только человек, который в военном деле абсолютный профан и ничего в этом не понимает. Поскольку для россиян важно, например, поддерживать вот эту вот некую видимость того, что за Украину воюют какие-то иностранные наемники, тут чуть ли не целый контингент НАТО уже давным-давно находится. Но для нас важно понимать то, что наши вооруженные силы, они достаточно высокопрофессионально способны защищать свой народ, свою страну. Аналогично мне становится обидным, например, за наши ССУ Украины, которые регулярно наши силы специальных операций проводят, действительно, феноменальные вещи, о которых зачастую не говорится в открытых источниках, не говорится в СМИ, но до которых тот же самый канадский спецназ, при всем уважении к нему, тот же самый британский спецназ, при всем уважении к нему, они в таких условиях не способны были бы реализовывать. Поэтому, на самом деле, это, как, скажем так, пятое колесо, и не более того. Спасибо вам большое, что подключились к нашему разговору. Александр Коваленко, военный и политический обозреватель, был с нами на связи. Можете прокомментировать? Він абсолютно фахово зазначив, тим більш знаючи деяких інструкторів, можу зазначити, що їм взагалі доволі складно психологічно адаптуватися до України, до того, що тут відбувається. Це перше. І по-друге, це дійсно наші сили спеціальних операцій, м'яко кажучи, найбільше професійні, аніж аналогічні структури в Канаді і, можливо, на тому ж рівні професійності, що в Великобританії. Хоча б тому, що ми воюємо, у нас постійний досвід, ми постійно воюємо, ми постійно досконалюємо свої навички, адже ціна цього досконалення – наше життя. Остается буквально несколько минут до конца эфира. Хотелось бы поговорить еще о такой теме. Мы с нее начинали в начале прошлого часа. О ситуации с нашими политузниками. Президент, выступая с высоких трибун Генеральной Ассамблеи, говорил не только о крымских, а вообще о наших людях, которые содержатся в российских тюрьмах, называя там 450 человек. Но вот мы слышим эти заявления, мы видели какие-то попытки договориться, вот, собственно, но уже не видим никакого результата очень давно. Как вы думаете, это просто потому, что это невозможно, потому что с Россией невозможно договориться, или это... Или почему? З Росії доволі складно домовитися, але все ж таки обміни відбувалися. Тому зараз з одного боку є блок з боку Російської Федерації, вони розуміють, що для українців більш важливі наші політв'язні, і вони розуміють, що чим довше буде відтягуватися ця історія з обміном, тим більш критика буде лунати на саме українську владу, на Володимира Олександровича Зеленського. З одного боку. З іншого боку, українська влада робить недостатньо іноді для того, щоб звільнити наших політв'язнів. Що я маю на увазі? Можливо, нам потрібно перестати діяти лінійно, почати діяти нелінійно. Всі прекрасно знають, хто представляє російський капітал в Україні. Так, це Фукс, Медведчук, Новінський, Ківа там недалеко бігають. Чому їх не посадити на СІЗО і не обміняти на наших політв'язнів? Я вважаю, що кум Путіна буде дуже цікаво виглядати, як, я не знаю, там, бантик на нього повісти, може там якось воно краще буде виглядати. Це перше. По-друге, треба дійсно воювати з російським бізнесом в Україні, тобто бити по копійці, тому що в провладних колах, які бігають біля Кремля, там також є дуже багато осіб, які зацікавлені в торгівлі з Україною, тому що в них тут є основні статки. Тобто українська влада робить недостатньо саме в нелінійних своїх кроках. Я певен, що відбувається постійно комунікація між українськими спецслужбами щодо погодження списків, хто є у вас, а от є у нас, давайте
Ми будемо дивитися, кого як обмінювати, але все одно рішення приймається на найвищому рівні. І цей найвищий рівень – це рівень президентів та прем'єр-міністрів. Ну, в умовах України ще керівник Офісу президента. Добре. Але поки українська влада не почне більш активно і більш агресивно діяти, ну, мені здається, що навряд чи буде прогрес цієї історії. Звісно, мене можуть там трошки упрекнути, сказати, ну дивіться, як тільки ми почнемо більш агресивно діяти, взагалі ми отримаємо коврові там арешти всіх кримських татар. Тобто так, це є ризик. Я не готовий сказати, яке рішення краще, але я бачу, що поки тут російський бізнес буде себе почувати краще, ніж в Росії, у нас не буде важелів впливу в дипломатичному спілкуванні з Російською Федерацією. Ну, мы можем делать то, что можем, вне зависимости от России, это оказывать более эффективную поддержку и семьям политузников. Но, тем не менее, мы пока даже не приняли еще закон о политических узниках во втором чтении, только в первом приняли. А эта вся процедура какая-то слишком долго уж принимается. Политические узники есть с 2014 года, а закон проголосували. Це зрозуміло, але за великим рахунком навіть з прийняттям закону ми лише там покращимо соціальне забезпечення, соціальну підтримку держав, родинам політв'язнів, а також покращимо там фінансовий статус тих, хто вже повернувся. Але це жодним чином не вплине на якість обміну, жодним чином не вплине на долю кримських татар в Криму. Это сработает с другой стороны. Это будет видно, что Украина разговаривает со своими жителями. А тут з вами погоджуюсь. Вот на этом мы закончим. Наше время в эфире подошло к концу. Микола Мельник, политический эксперт и генеральный директор аналитической группы «Левиафан», был гостем нашей студии. Прежде чем закончить и передать эту студию Гульсум Халиловой, я напомню про наш YouTube-канал, на котором вы всегда можете посмотреть те программы, которые не успели видеть в прямом эфире. Подписывайтесь, ставьте лайки и помогайте нам продвигать этот канал, чтобы его могли видеть как можно больше людей, в том числе и в оккупированном Крыму. Потому что на сегодняшний день связь с жителями оккупированного Крыма у нас при помощи таких интернет-технологий. Спутниковое вещание отключено из-за недофинансирования. Ну и можете поддержать нас, подписавшись на наш канал на Patreon. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Бақи дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеже өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олажақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы.
Эшетесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Дерендір деңізін, суында қайық. Не güzel адасын, мақтауға лайық. Yüksектір дағларын, серіндір аван. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Савар ма туманым, башында чатырдақ. Көрер ма окунны, менің башым сақ. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Геннадий Дубов, эксперт з конституційного права, доцент кафедры теории права та державы. Витаю вас, пане Геннадию. Ассаляму алейкум. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с немецкой коллегой Аннелей Бербок вопрос поставки оружия, и диалог по этому вопросу продолжится, сказал Кулеба. Подробнее в его цитате, пожалуйста. Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони, але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля в нормандському форматі дали результат. Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться.
Министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербок сообщила, что Германия сделает все для возобновления встреч в рамках нормандского формата. Об этом она сказала во время брифинга по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также министр иностранных дел Германии провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. И вот что она сказала после встречи. З часу мого приходу на посаду я не говорила так багато про безпеку іншої країни, як про Україну. На всіх майданчиках триває мова про російську військову присутність. І це не є хорошим знаком. Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія – це єдиний шлях, придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз. И тем временем канцлер Германии Олаф Шольц также призвал Россию к деэскалации возле украинских границ. Он сказал, что Германия готова к серьезному диалогу с Россией. Я напомню, что после вчерашних переговоров министра иностранных дел Германии с украинскими представителями украинского истеблишмента сегодня она поехала в Москву со своим французским коллегой, где также планируется провести ряд переговоров и встреч. Пане Геннадию, как вам визит Бербока и министра иностранных дел Франции в Украину? Насколько этот визит был, на ваш взгляд, эффективным? Результат мы пока не видим, на самом деле, поскольку имеют место чисто такие технические заявления, дежурные дипломатические фразы. И если мы говорим, например, про оружие, то Украина тоже питала много надежд в связи с тем, что в коалицию в Германии зашли в том числе зеленые, которых представляет госпожа Анна-Лена. И зеленые в риторике предвыборной и, в принципе, в целом, они заявляли всегда про украинские позиции. Да. И конец прошлого года, чем он обозначился? Еще до выборов, соответственно, Германия в лице правительства предыдущего, которое возглавляла госпожа Меркель, отказались они оплаченные украинские снайперские винтовки, вернее, немецкие снайперские винтовки, оплаченные Украиной, они отказались их поставлять постфактум. И сегодня, если мы говорим будем анализировать заявления, которые состоялись, речь не идет про новые поставки вооружений, речь не идет даже про исполнение действующих контрактов, речь идет про такие витиеватые дипломатические формулировки, которые в этом смысле не внушают доверия, поскольку Германия всегда, нужно понимать, что такое Германия даже в видении зеленых, даже с присутствием их в правящей коалиции. Германия – это промышленно развитая страна, которая очень требует большого объема ресурсов энергетических. Они в этом году закрыли 2 атомные электростанции, в следующем закроют последние 2. Уголь в связи с тоже зеленой повесткой неприемлемое топливо для тепловых электрических станций. И получается только, что они могут использовать или возобновляемые источники энергии, солнце, ветер или газ. Поставки газа, мы понимаем, что сжиженным газом закрыть невозможно для Германии. Мы понимаем, что Норвегия находится на плато, то есть она не способна, в принципе, в силу технических причин и природных увеличивать добычу. Нидерланды выходят из процесса этого, в принципе, закрывая Гронинген, месторождение. И прогнозы экономистов и германских, в том числе, заключаются в том, что они будут требовать увеличения количества этих ресурсов. И тому свидетельством является, в частности, соглашение Байден-Меркель, которое было подписано в конце прошлого года. Там речь идет про непрепятствование Северного потока-2 и возможное увеличение транзита через территорию Украины, поскольку ожидается увеличение спроса на территории Германии. Собственно говоря, проблему вот этой зеленой энергетики мы видим на примере бирж европейских, которые демонстрируют просто взрывной рост цен на газ. И Европа в какие-то моменты даже обгоняла азиатский рынок, где цены всегда были дороже на этот ресурс. То есть, так или иначе, Германия будет рассматривать отношения с Украиной через призму зависимости и потребности в энергетических ресурсах. От российского газа. Безусловно. А почему-то бы не диверсифицировать поставки газа в Германию с других стран, чтобы не подвергать опасности территориальную целостность Украины, энергетическую безопасность всего европейского континента, да? Азербайджан, Катар и так далее. В чем проблема? Ресурса нет, поскольку Катар, он ориентируется в большей степени на азиатские рынки. То есть это рынок, да? Мы можем купить дороже, если мы предложим цену больше, чем предлагают, условно говоря, Китай, Вьетнам и ряд других стран, которые находятся в регионе Южно-Китайского моря, тогда газовозы поедут, соответственно, в Катар. Мы видели на примере этой осени и зимы, что американские газовозы развернулись к Европе лишь тогда, когда цена уже практически дошла до $2000 за 1000 кубических метров. То есть вопрос цены, вопрос рынка, каким образом регулировать этот процесс,
И трубопроводный газ, он так или иначе, он заведомо дешевле, чем газ сжиженный, поскольку элементарно нет необходимости сжижать и разжижать, что влияет на его цену. Долгосрочные контракты. Плюс, если мы говорим про сжиженный газ, это спотовый рынок, то есть мы покупаем сегодня на завтра, условно говоря. А в сфере энергетики и в сфере газовой пятилетний даже контракт считается краткосрочным. То есть, если у вас есть контракты на 15 лет, это долгосрочное считается. Вы можете строить планы в экономике, вы можете давать прогнозы, вы можете строить модели определенные и прогнозировать свое развитие на пятилетие, десятилетие вперед. Если вы живете в стихии рынка, как Украина сегодня, к примеру, у вас появляется куча неопределенности. Например, мы сегодня регулировать начали цены на основные продукты питания в связи с энергетикой. Мы сегодня фактически заставляем частных добытчиков продавать в социальные сферы дополнительные объемы газа за цену ниже, чем она предусмотрена украинским законодательством. Ну и много таких вещей, которые могут приводить к кризисным явлениям в экономике. Вот этого все хотят избежать. Хотят все иметь долгие контракты, соответственно, и в этом случае получается, что идут на компромиссы, в том числе с Российской Федерацией. Ну, тут точно так же по аналогии, например, условно говоря, там Саудовская Аравия. Это не самое демократическое государство на земле. Были куча проблем, начиная там, от прав женщин, заканчивая там, другими моментами. Но это государство является союзником, к примеру, Штатов. Да? И вопросов и заявлений по поводу прав человека, даже после там, убийства Хашоджи в Стамбуле, они, если и звучали, то какое-то непродолжительное количество времени. И, например, господин Болтон, бывший госсекретарь, прямо в своей книге пишет о том, что это было бы против американских интересов. Мы должны были поступиться ценностями, поскольку иначе мы бы утратили рынок сбыта вооружений, мы бы утратили партнера на Ближнем Востоке, ну и много других таких реалистичных... Но тут же вопрос сейчас цены стоит, да? То есть во что это все может вылиться? Для кого? Для Украины или для Германии? Тут же вот нужно понимать, что немецкий бюргер, он не будет думать про нас больше, чем мы сами думаем о себе. И отдавать свои интересы просто ради таких ценностных моментов сегодня романтиков в нашей политике, к сожалению, остается все меньше и меньше. То есть если мы говорим про политику ценностей, которую, там, начиная с первой половины 20 века учредил господин Вудру Вильсон, его знаменитые принципы, потом Лига наций, потом ООН, когда миром должны были править ценности, и когда споры должны были решаться определенными межгосударственными институтами, на сегодня это уже не работает. Ну, сказать, что оно работало в принципе, так как задумывал господин Вильсон, не приходится. Но, так или иначе, сегодня говорят многие, в том числе американцы, в том числе господин Салливан, советник Госдепартамента по госбезопасности, он говорит прямо про кризис, про утрату актуальности НАТО и ООН и много других международных институций сегодня ослабевают. Мы видим, что международное право на примере Крыма, на примере конфликта на востоке нашего, мы видим, что не работает. То есть был в свое время там, договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, где были признаны границы, были там Хельсинские пакты, было международное признание. И что? Являлись ли последствия для Российской Федерации вот таких вот действий, которые идут вопреки международному праву, критическими? Мы не можем этого говорить, поскольку... И что дальше? Ведь мы понимаем, что Россия тем самым открывает ящик Пандоры, да? То есть другие страны, у которых также могут быть экспансионистские цели, увидят, что, можно, оказывается, можно оккупировать территорию, и ничто за это не будет. Ну, может быть, какие-то санкции. И что? Так дело в том, что это происходит, к сожалению, это не одинокий случай. Мы примеров ряд можем привести, и в том числе, например, неисполнение решений Международного суда ООН. Этим занимался и Китай, этим занималась Российская Федерация, этим занимались и в том числе Соединенные Штаты Америки. И в связи с этим, что будет дальше, это проблема глобальная, проблема сегодняшнего мира, ответа на него однозначного нет, но мы будем исходить из действительно вот этой вот другой реальности, которая уже существует в духе такой реал-политик. То есть это больше 19 век, условно говоря, чем 20 век с Вудру Вильсоном, его принципами и ценностями. К сожалению, ситуация такая. Но мы должны, вот, понимаете, если весь мир исповедует реал-политик, то Украина очень часто исповедует свой подход такой реал-романтик. То есть мы продолжаем верить в то, что другие большие игроки прямо называют неактуальным на сегодняшний день. И тут необходимо нам тоже проснуться и понять, как бы, где наш интерес. И чем мы действительно можем
быть полезно, быть интересно, в том числе западным партнерам, почему они должны нам помогать, почему они должны инвестировать в украинскую экономику и много других вопросов ставить именно таким образом, через понимание интереса в отношении нас. Не интереса как просто вот жертвы, да, которая была, условно говоря, на примере которой были попраны принципы международного права, а прагматично через экономику, через другие моменты объяснять, в том числе американцам, в том числе западным европейцам, почему они должны нас защитить, почему. И аргумент типа того, что следующее будете вы, он не работает. Он не работает. Это очевидно. Пане Геннадию, а как вы считаете, вот остановка сейчас сертификации Северного потока-2, а очевидно, что как минимум до лета сертификации не будет, как говорят в том числе и немецкие аналитики, это следствие того, что сейчас делает Россия у границ с Украиной, или это исключительно бюрократические перепоны, там на законодательном уровне сейчас решаются эти вопросы? Выглядит так, что скорее это бюрократическая игра, поскольку приостановлена сертификация до момента перерегистрации швейцарской компании по законам Германии. То есть, если воспринимать так, насколько я понимаю, Северный поток уже даже заполнен технологическим газом. Заявлений прямых от германских властей о том, что возможны санкции в отношении Северного потока, отсутствуют. Есть меморандум Байдена и Меркель, где, по сути, прямо говорится о том, что этот проект будет запущен. И Германия лишь будет следить за тем, чтобы Северный поток-2 не использовался Россией для реализации целей политических. Но этот газопровод, он как бы шумный такой получился, и в то же время он является уникальным с тех позиций, что фактически, не вступив в оборот, он уже заработал больше, чем на него потратили в связи вот с этим кризисом, который на протяжении нескольких месяцев происходит в Европе. Разница в ценах просто колоссальная, поскольку у «Газпрома» существуют доли в трейдерах европейских. Вот эту всю разницу между ценой длинного контракта и биржевой ценой, на ней очень хорошо зарабатывают и немцы, и россияне, и австрийцы. Дошло до того даже, что Германия развернула часть газопровода Ямал-Европа и в Польшу поставляла в обратном направлении газ вот по этим ценам, которые сегодня просто... Ну, сегодня они как-то уже так устаканиваются по чуть-чуть, но рост цен на газ был совершенно беспрецедентным. И речь идет о том, что еще ряд контрактов россиян, они же привязаны не к фиксированной цене в долларах, они привязаны к корзине. И в том числе в этой корзине существенную долю занимает спотовая цена за предыдущие периоды. То есть, условно говоря, чем выше сегодня цены на газ на споте, тем послезавтра будет дороже газ, который поставляется «Газпромом». И в долгую они серьезным образом выигрывают. Я видел расчеты, которые говорят о том, что вот эту вот стоимость в 11 миллиардов долларов, которая потрачена была на «Северный поток-2», они уже перекрывают. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 12 января, оказывается, посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает CNN. На своих источниках издание узнало, что в прошлую среду глава ЦРУ находился в Украине, и он встретился с руководством украинской разведки. Они обсудили насколько велики риски вторжения России в Украину, также сложившуюся ситуацию, пути выхода из нее. Бернс обговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. А сегодня стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, об этом уже подтвердили в Госдепе, завтра с рабочим визитом прибудет в Киев. Как сообщили источники Нью-Йорк Таймс, он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и на переговорах должны обсудить вопросы безопасности на фоне угрозы вторжения России в Украину. С нами сейчас на прямой связи Віктор Бабаренко, керівник експертної групи ООО «Бюро аналізу політики». Пане Вікторе, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго здоровья. Доброго. Пане Викторе, зачем, на ваш взгляд, Энтони Блинкен едет в Украину? Да и, в принципе, если говорить об угрозах вторжения в Украину за океаном, и Блинкен, и, в принципе, представители американского истеблишмента уже выражали свою точку зрения, как они на это смотрят, что они об этом думают, обязательно ли для этого ехать в Киев. В чем подлинные причины, на ваш взгляд? Я думаю, причин несколько. Ну и обязательно это сделать сигнал. Сигнал все-таки и сигнал Путину, и сигнал Европе, что
Соединенные Штаты Америки остаются верным союзником Украины и не готовы как бы ее сдавать. Вот. Хотя и прозвучали уже такие ожидания, что будут уговаривать Зеленского все-таки лечь под Минск, ну, сделать Минск, взять ДНР, ЛНР с Пушилиным, ополченцами, ну, ополченцами я имею в виду первый и второй армейские корпуса вооруженных сил России, ну и взять их как бы в прикуп такой, да, Украине. Но я уверен, что те, кто говорит этот тезис, не понимают внутренних процессов в Украине, потому что это однозначная красная линия для Зеленского. И тут бы Соединенные Штаты подыграли Российской Федерации, потому что, скажем так, общество не готово в том состоянии, в каком есть, ДНР, ЛНР брать. Так что эта теория, я думаю, не соответствует действительности. Это всего лишь сигнал Соединенных Штатов и Украине, и украинскому обществу, и союзникам в Европе, тем союзникам, которые сомневаются, что США с Украиной. Но я думаю, что подспудно есть и вторая, то, что не будут, скажем так, выносить на телекамеры, а будет сказано тет-а-тет. Я думаю, что будут говорить что-то в плане: Владимир Александрович, вы, наверное, не в адеквате сейчас, что вы устраиваете политические разборки внутри Украины, открывая таким образом второй же фронт против Украины. И если у вас на Порошенко нет ничего, и это просто догонялки, то это, ну, на руку Путину. И я думаю, что Блинкен едет, и это его неофициальная часть визита, а то, что будет сказано непосредственно не на камеру. Ну, Госдеп заявляет также, что одной из задач является там поговорить с сотрудниками посольства о том, как, если вдруг что случится, как их будут там, ну, как действовать в форс-мажорных обстоятельствах. Мы знаем, что Соединенные Штаты никогда своих граждан на произвол не бросают, и поэтому это как бы еще раз показать своим гражданам, что они пекутся о своих. И это одна из заявленных задач визита Блинкена. То есть говорит ли это о том, что говорит ли вот визит Блинкена, и, собственно, сегодня CNN сообщила о том, что 12 января Украину, оказывается, посещал и глава Центрального разведывательного управления Америки, говорит ли это о том, что действительно риски вторжения России в Украину дальнейшего довольно высоки? Вы понимаете, в чем дело? Тут играет против всех нас та ситуация, что все военные учились в академиях и в России, и в Украине, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и они изучали одну из концепций. Концепция генерала армии, ну, впоследствии маршала Шапошникова, русского генерала, которую он в своей книге «Мозг армии» обозначил, что мобилизация — это война и ничего другого. И поэтому, если одна страна производит мобилизацию, да, то для всех других это сигнал, что война неизбежна. Мало того, сейчас прошло, что русские вывозят семьи своих, ну, тех, кто работает в посольствах и в консульствах. И мы видим качественную манипуляцию от Пескова. Его спрашивают, правда ли, что россияне вывозят семьи дипломатических представителей. А он говорит, нет, дипломаты работают так, как и работали раньше, путая два понятия. Мы же не спрашиваем, посольство работает или нет. Мы спрашиваем, вывозят семьи или нет. И то есть, если семьи вывезли, вот сейчас в Беларусь заходят опять войска русские, как бы для учений. И для всего мира это явные сигналы того, что война, ну, как бы уже вот-вот неизбежна. Но я думаю, что Путин просто применяет новую стратегию, ненормальную, не похожую на то, что было до этого во все времена до этого. Да? Когда мобилизация — это не война, а по путинской стратегии мобилизация — это понты.
И вот он теперь будет, как говорят в Одессе там или в Бердичеве, будет понты колотить, то есть таким образом нагнетая дальше ситуацию здесь. Так, а до каких пор, пане Виктора, до каких пор, вот, выражаясь вашим языком, Путин будет понты колотить? То есть где этот Рубикон, до какой точки он может дойти? Война интересна, полномасштабная война, именно, в отличие, большинство думает, что весной, летом, когда потеплеет и есть зеленка, я думаю, что война интересна Путину именно в холодное время года, потому что, скажем так, в полномасштабной войне можно ударить аэрокосмическими войсками или ракетами, искандерами, грубо говоря, по инфраструктуре Украины, подавить все ТЭЦ, да, допустим, в городах-миллионниках и сделать абсолютный коллапс зимой, оставить людей без тепла. Поэтому я думаю, что и наши союзники, и нам надо вести переговоры на сдерживание как раз Путина, пока не наступит тепло. Потом будет распутиться, и потом уже, собственно, потом мы можем увидеть ситуацию. Мы же понимаем, что 150-тысячную армию держать в лагерях дорого и Путину. Это не дешевое удовольствие. Вот вы с коллегой говорили, что все доллары, заработанные, скажем, на цене газа, на разнице на этой, да, они же сейчас как в прорву идут в содержание войск в лагерях. Мало того, я как человек, сам служивший, вас заверяю, что если вывести полк, там батальон, я не знаю, какое-то огромное количество мужчин в поле, поставить их в лагере и отдалить от семейств, от жен, которые облагораживают мужчину, да, мужики начинают спиваться и терять, в общем, войска теряют дисциплину, они превращаются в какую-то массу. И то есть очень долго держать, а они с сентября держат войска в полях, ніхто не зможе. Та, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсагол, наше время підключились к нам в ефір. Віктор Бабаранко був з нами на прямому зв'язку, керівник експертної групи ГО Бюро анализу политики. Великобритания тем временем начала поставлять Украине противотанковое оружие, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, которая сгруппировала свои войска у границ Украины. Это порядка 100 тысяч российских военных. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первые системы уже были доставлены в Украину 17 января. Об этом он написал на своей странице Twitter. Вот его цитата. Вони ближнього радіусу дії, але вони можуть змусити людей зупинитися і задуматися, що вони роблять. Якщо танки увійдуть в Україну, вторгнуться в неї, то вони стануть частиною захисного механізму. У президента России Путина уже, естественно, на это отреагировали. В Кремле считают, что такие поставки не способствуют снижению напряженности. Об этом сказал Песков. Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными. Тем более якобы упоминались ПЗРК. Циркуляция ПЗРК – это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности. Так же, как отметил выше пан Виктор, Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. По словам высокопоставленного чиновника из органов безопасности украинского, 5 января в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве сели в автобусы и отправились в Москву. Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней. Дипломатам двух других консульств сказали приготовиться к выезду. Украинская сторона же не получала информации от России об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений России из Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Пане Геннадию, грядет война? Нас как минимум с октября месяца этим пугают и говорят о том, что периодически возрастает количество сил и средств России на наших границах, периодически снижается, проходят учения,
Тут интересна позиция украинских властей официальных. Вот, например, на днях появилось интервью господина Данилова, секретаря СНБО. Он утверждает, что у них нет информации о том, что готовится вторжение. То есть он идет как бы в контртезу с нарративом, который транслируется и западными правительствами, и их средствами массовой информации, поскольку публикации действительно часто появляются. И мы видим сегодня, что самолеты-разведчики британские и американские патрулируют воздушное пространство Украины, включая территории, близкие к Крыму и близкие к Ордуло. И визиты дипломатов и поставки вооружений. Очень интересно было узнать, на каких условиях эти противотанковые комплексы были поставлены в Великобритании. Есть ли условия их, как с джевелинами, да? У нас же мы не можем их размещать близко к линии соприкосновения и применять. Что здесь интересно? Оплатная это была сделка, безоплатная это была сделка, количество. Никто же не знает. Все по факту мы видим, как С-17 Геркулесы британские летят в Украину. 3 уже, мне кажется, прибыло. Якобы они полностью снаряжены вот этим оружием. НЛО, насколько я понимаю, по нашему информации СМИ, противотанковые комплексы 500-800 метров действия. Это аналог Джавелина, да? Британско-шведская разработка. В принципе, достаточно новая штука, хотя... Но это серьезное оборонительное оружие? Ну, да, но дело в том, что противотанковые комплексы есть и украинского производства. Интересно тоже сравнить, насколько они представлены в гособоронзаказе и насколько мы используем наш ресурс нашего ВПК, поскольку тут могут быть проблемы, и критика власти по этой линии, она серьезная, поскольку говорится, что мы большую часть оборонного бюджета проедаем на заработные платы и не обновляем технологический парк. Вот если это поставка, условно говоря, на безоплатной основе, это одна история. Если это оплатная поставка, вопрос цены и вопрос, почему мы не закупаем отечественные аналоги. Ну, в любом случае, Британия оказала скорее символический жест. Мы понимаем, что в современной войне это оружие важное, но оно не способно решить исход всей кампании. Поскольку сегодня это не Вторая мировая война, где танковые клинья прорывались на территорию. Сегодня существует авиация, развитое ракетное оружие, и больше влияния будут иметь средства противоракетной обороны и противовоздушной обороны. У нас с этим не сильно хорошо, и поставлять нам такие системы никто на сегодняшний день не хочет, и, по крайней мере, не заявлял. Или мы слышали, вот даже Польша, да, там 3 комплекса Патриот, порядка 6 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов для Украины – это огромные деньги, а все остальное ПВО и ПРО у нас советских образцов, и при том, что не самых новых советских образцов, и эту проблему тоже, к сожалению, не решают. Ну, в общем, подводя итоги, есть 2 версии. Все-таки это первая, которая исходит из реальности военной угрозы и наличия планов про вторжение в Украину. Сюда мы можем записать в наш актив подготовительные меры в плане санкций, разговоры про возможность отключения SWIFT, вот такого плана вещи. Недостаточная, на мой взгляд, поддержка в силу того, что говорят лишь о возможности введения персональных санкций. То есть это даже не санкции секторальные, которые были после Боинга в 2014 году, а персональные санкции против высших должностных лиц, что само по себе, мне кажется, недостаточно. И есть вторая версия, что это, условно говоря, игра в 4 руки Штатов и России, чтобы обосновать договоренности, которые они могут достичь в Женеве по результатам всех переговоров. То есть Байден должен продать своим избирателям, как конгрессменам, снятие угрозы как элемент компромисса с Россией. То есть и именно этим он может объяснить, ну такая версия, мы не можем ее отбрасывать, именно этим он может объяснить ряд уступок, которые он, возможно, совершит в сторону Российской Федерации. Очень интересно будет посмотреть проекты документов. Российские мы видели предложения по договоренностям со Штатами, и они на днях собираются дать свои версии документов, и от их содержания можно будет ряд выводов сделать. То есть вы думаете, что содержание американского ответа на те требования, которые озвучил Путин, они будут существенно отличаться от того, что уже было сказано по результатам переговоров из уст Шерман, Столтенберга, Блинкена и так далее? Ну, понимаете, сказано было не так и много. Сказано было лишь, что первое, западные партнеры поддерживают Украину, поддерживают ее суверенитет и поддерживают право, в
в частности, делать свой выбор в плане вступления в организации. Да, ну так это же было основное требование России, не расширяться на восток и вернуться к границам 1997 года. Там немножко не так. Там, смотрите, в чем логика, на мой взгляд, ну, в принципе, практически прямо и Лавров это комментирует, и другие должностные лица. Есть основополагающее соглашение 1997 года Россия-НАТО. На момент 1997 года Прибалтика, Польша, Болгария, Румыния и ряд других стран, они не были членами НАТО. Да. И возврат к границам 1997 года, речь идет не про исключение, например, Прибалтики, исключение Болгарии, Польши, Румынии, не принятие Украины, а речь идет про военное неосвоение территорий. То есть будет, по задумке россиян, будет перечень определенных ударных комплексов, комплексов ПВО, комплексов ПРО, которые за определенную линию нельзя будет размещать. И проблема эта, она возникла уже не вчера. К примеру, вот помните, возможно, Мюнхенская речь Путина, на которую часто любят ссылаться, это 2007 год. 2007 год, да, помню. Там поводом для вот такой вот жесткой риторики, поскольку Россия до этого момента сидела тихо и не высовывалась по вопросам военных в том числе, поводом послужило то, что в Румынии собирались размещать системы противоракетной обороны для того, чтобы купировать иранскую угрозу. Мотивируя тем, что Иран угрожает территории, в том числе Израиля, в том числе стран НАТО, Штаты хотели поставить ПРО там. И это вызвало вот эту вот нервную реакцию России, которая потом вылилась, в том числе вот сегодня, в эти проекты соглашений и в как бы ультимативную позицию по поводу отношений с НАТО. Вот они хотят приблизительно вот в эту сторону развернуть ситуацию. И при этом говорить, что Штаты отрицают такую возможность, не приходится, поскольку прямо говорят, что мы будем двигаться по пути возможного возобновления, в частности, договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Договор этот не будет возобновлен, будет что-то другое, но тут философия, мы видим, что она близка к философии россиян, в том смысле, что будет определенный класс вооружений, который подпадет под определенные ограничения. То есть речь ведь идет в том числе и не распространение НАТО на восток, не вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом же постоянно говорит Лавров, Рябков, Песков, Лукашевич. Да? То есть они постоянно артикулируют, что это для них является красной линией. Поэтому вопрос, разве может быть какой-то компромисс? Ну окей, вот если не размещение ракет средней и малой дальности, вот по этому вопросу, если они там готовы договариваться, а по вопросу Украины? Смотрите, вопрос Украины, я не думаю, что россияне сегодня сами воспринимают перспективу нашего членства в НАТО как реальную. Почему? Потому что, как минимум, Крым. Если мы говорим вот завтра Украина вступает в НАТО, допустим, даже там, через Минские соглашения или в иной форме мы вернули ОРДЛО, украинский флаг над Донецком, Луганском. Это наша территория, граница контролируется украинскими пограничниками. Проблема Крыма на этом этапе не решена, и нас принимают в НАТО. Что это означает? В соответствии с 5 статьей их устава, это означает, что на территории государства-члена, по сути, находятся оккупационные войска третьей страны, которые действуют, как бы осуществляют эффективный контроль этой территории. Это агрессия, очевидно. Как и сегодня, мы исходим из того, что вопреки международному праву нашу территорию, а именно Крым, аннексировали. Что тогда нам диктует 5 статья? Коллективная безопасность. В случае нападения на одну страну все обязаны, соответственно, принять меры для того, чтобы это нападение отразить. Так что вот до момента вступления это все не считается, а после, если вы еще раз нападете, тогда мы будем реагировать. Так оно не работает. То есть мы, по сути, будем иметь ситуацию, в которой НАТО, приняв Украину, де-факто объявляет войну Российской Федерации, поскольку часть территории НАТО тогда, мы будем исходить из того, что она аннексирована русскими. И как бы в этом случае является ли... В этом же и вопрос. То есть Россия угрозами войны, вот скапливая свои войска у границ Украины, пытается выторговать для себя какие-то преференции, какие-то договоренности. Да? Там, пусть это будет даже не размещение ракет средней и малой дальности, но ведь это можно делать постоянно. Вот сегодня стянули, провели переговоры, добились какой-то цели, оттянули, послезавтра снова стянули и новый ультиматум. Давайте опять разговаривать. То есть это
же может продолжаться вечно? А в этом контексте никто не говорит про то, что агрессия уже началась. Крым оккупирован, Донбасс оккупирован. Давайте сначала решать фундаментальную проблему, которая есть, а потом договариваться. То есть почему так происходит? Почему Россия угрозами войны добивается больше, чем в принципе самой войной? Ну, поскольку сама война — это по определению политологов продолжение политики иными средствами. То есть угроза войны — это то, что можно продать, условно говоря, то, что можно обменять на какие-то уступки. И наша всемирная история, она этих случаев знает очень много. И россияне действуют вот в старой этой логике реалполитик, которая опирается не на принципы международного права, а на принципы интересов национальных, принципы угрозы в том числе, принципы, ну, такие, хотел сказать, прагматичные, но сложно слово в этом случае употреблять, но как бы просто предметно, банально мысля территориями, мысля передвижениями войск, мысля угрозами, мысля расчетами возможного военного конфликта в том числе. Это неприятно признавать, но мы живем в этой реальности. Это действительно сегодня находит свое отражение, соответственно, в нашем мире. И при этом... Почему на это идет Запад? Вот почему они все же заигрывают с этим? Зачем? А потому что Китай. А потому что сегодня прямо в Штатах главным противником геополитическим называется Китай. И если посмотреть на опросы даже рядовых американцев, аналогично. Получается, что после правления Трампа, после сегодняшнего уже практически года господина Байдена в кресле, общественное мнение Соединенных Штатов, оно нацелено скорее, и власти сделали все для этого, чтобы актуализировать китайскую угрозу, именно вот на вектор туда. То есть мы помним, что, например, Штаты в конце прошлого года тоже учинили очень такой недружественный жест по отношению к своему союзнику по НАТО, Франции, забрав огромный контракт дорогой и, соответственно, обязавшись поставить Австралии атомные подводные лодки. То есть тут речь идет о том, что, во-первых, нарушается евроатлантическое единство, ну, в плане даже вот ментальном, моральном таком отношении. Которое, кстати, Байден и пытался собирать после Трампа. А он вынужден продолжать логику Трампа. Получается вот таким образом, понимаете, тут есть парадокс, что Трамп, начав в том числе торговые войны с Китаем, он запустил ряд необратимых механизмов, которые диктуют логику решений даже партии, которая является антагонистом республиканцев и, соответственно, обыграла его на президентских выборах. А какие это процессы он запустил? Ну, прежде всего, фактически открытую конфронтацию с Китаем. Речь идет про, в том числе, вот, «Make America Great Again». Да? Это означает, по сути, прекращение эры вот, трансконтинентального бизнеса и попытки вернуть производство, в том числе попытки сделать ряд компаний международных резидентами именно Соединенных Штатов Америки. То есть и конфликты и с Фейсбуком, и с Гуглом, и атаки на Huawei китайские, запрет, по сути, технологий, ограничения, ну, то есть другие, риторика по уйгурам, по тем же, увеличение помощи Тайваню. Ну, много вот таких вот моментов происходит. И сегодня вот в плане AUKUS и Австралии, Штаты же даже в связи с этим, по сути, нарушают договора про нераспространение ядерного оружия, а именно технологий ядерных реакторов, которые будут поставлены на лодки австралийские. То есть по общему правилу государства, которые обладают технологиями атомными, они не поставляют их за рубеж. И поэтому все экспортные виды вооружений, в том числе подводных лодок, они не имеют до сегодняшнего дня, по крайней мере, ядерных установок. И французы свои лодки переделывали под дизель-электро для того, чтобы не нарушать положение этих документов. А Штаты прямо говорят о том, что раз здесь есть угроза, мы плацдарм свой такой авианосец непотопляемый в лице Австралии будем строить, в том числе наделяя подводными лодками с ядерными установками. В том числе уже в этом году Штаты подписали на, по-моему, 3 или 4 миллиарда долларов договор с Австралией о поставке танков «Абрамс». Вот. И эти процессы происходят как бы необратимо. Мы сегодня оказываемся не в фокусе. То есть почему? Есть такая концепция, как треугольник Киссинджера, которая говорит о том, что у Штатов не могут быть одновременно плохие отношения и с Россией, и с Китаем. И если смотреть через эту призму, возможно, можно объяснить сегодняшние шаги по потеплению между этими странами.
это для Украины как бы ничего хорошего не означает, но такова реальность. Но, учитывая, что многие политические аналитики говорят о том, что уже как такового коллективного Запада нет, может быть, вот такие локальные союзы — это вот следующий этап миропорядка? Да, об этом говорят, и миропорядок действительно он шатается. То есть мы можем даже вспомнить с вами недавнее заявление господина Эрдогана, который говорит о том, что система, которая построена по результатам Второй мировой войны, на сегодняшний день утрачивает свою актуальность. И те государства, которые не принимали участие в разделе условно сфер влияния, выработки принципов международного общения, которые сами себя, по сути, наделили правами постоянных членов Совбеза ООН, сегодня, и в том числе региональные государства, сильные государства, претендуют на большее, чем предусмотрено действующей международной правовой системой. И так говорят много лидеров, та же Индия, к примеру, государство, которое скоро станет наибольшим по населению, которое входит в тройку, в четверку, возможно, по экономике. Насколько сильно она представлена сегодня в международном порядке денному, да, по-украински, насколько она может реализовать свои амбиции через международно-правовые механизмы, насколько она широко представлена там. И таких вопросов по ряду государств возникает много. И да, действительно есть версия, что будет речь идти про про локальные союзы, про валютные зоны, в том числе про, по сути, такой некий откат глобализации. Но это перспектива не одного года, я думаю, и точного прогноза вам никто не даст. Вот вы упомянули Реджепа Таyyипа Эрдогана. Сегодня он сказал, что в ходе каждой беседы с Путиным он заявляет, что Турция против оккупации Крыма. Об этом турецкий лидер сказал журналистам во время своего визита в Албанию. Он сказал следующее. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитического ведомства Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначная. Конец цитаты. Он назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России. Эрдоган отметил, что для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны. Эрдоган скептически относится к тому, что Россия может осуществить дальнейшее вторжение в Украину. Эрдоган что-то знает? Эрдоган занимает последовательную позицию на протяжении многих лет. И оснований для того, чтобы ее менять, наверное, у него нет. И в этом смысле это можно расценивать, я думаю, просто как слова поддержки Украине, поддержки государственного суверенитета. Но насколько он оценивает вероятность вторжения Российской Федерации как реальную, сложно сказать, поскольку это такой вот... Мы видим, что, по сути, речь идет про такую вкусовщину. То есть каждый отстаивает ту версию, которая ему выгодна. Доказательств объективных ни у одной стороны, ни представителей одного мнения, ни у другого не существует. Почему это выгодно для Польши? Вы наверняка видели вчера заявление главы национальной безопасности Польши, да, ведомства, если не ошибаюсь, Солоха, который сказал, что нужно быть готовыми к тому, что Россия может в ближайшее время напасть на Украину. Польша идет в мейнстриме, как бы стран НАТО и Соединенных Штатов Америки, в частности. Соответственно, вопрос же заключается в чем? Польша так или иначе имеет границу общую. Есть анклав в виде Калининградской области. И Польша не заинтересована в том числе в реализации угроз Путина, который заявляет прямо, что в случае непринятия требований, вот то, что мы говорили с вами выше, по неразмещению ряда ударных и противоракетных средств на территории, заявлялось что Беларусь получит ядерное оружие. В проекте новой конституции к Беларуси, который сегодня рассматривается, кстати, исключен тезис о безъядерном статусе Беларуси. Тоже это можно воспринимать как не случайно. Тоже Калининградская область. Там может быть усилена воинская группировка, мы понимаем территориально, и понимая радиусы действия разных ударных систем российских, в том числе «Искандер», в том числе баллистических ракет разнообразных, гиперзвука, и так далее. То есть это может действительно нарушить... То есть Путин шантажирует чем? Что или вы отодвигаетесь, или я обострю ситуацию безопасности в целом по Европе, в частности и по Штатам, и по иным странам НАТО. Это какой-то неравноценный бартер получается, потому что если выдвигаются требования к одной стороне, да, что вы даете взамен? Вы тоже где-то должны отступать, что-то должны делать. Получается всего лишь шантаж, угроза. Договора, проекты договоров, которые выкатили россияне, они действительно носят такой ультимативный характер.
фактически риторика, которыми она сопровождались эти договора, Рябков, Лавров, лично Путин, он, помните, возможно, на последней пресс-конференции на вопрос западной журналистки американской, он ответил, что вы должны сделать так-то и быстро. То есть тон такой не наблюдался никогда. То есть он пользуется моментом, когда вот действительно подорвано в определенной степени евроатлантическое единство, когда мы имеем Британию, которая, по сути, свою политику отдельную от Штатов и Евросоюза осуществляет, когда у Штатов и Европейского Союза разные позиции в ряде таких вопросов отдельных, скажем так. И здесь этот ультиматум они посчитали своевременным, что именно вот в этих условиях исторических ряд уступок выбить из Запада можно. И давайте скажем честно, что частично у них на сегодняшний день, даже учитывая, что сам факт переговоров, это в чем-то получается, поскольку по вопросам, например, учений с ними никогда не говорили. По вопросам договора про ракеты средней и меньшей дальности, из которого вышел Трамп, до сегодняшнего года тоже не обсуждалось. То есть как минимум два эти вопроса актуализированы госпожой Шерман как такие, где возможны компромиссы и возможны уступки двухсторонние или в обмен на снятие напряженности в Украине или еще каким-то образом. Сегодня мы не понимаем до конца, к чему они придут. Но процесс продолжается, на мой взгляд, это очевидно, и нам нужно понимать вопрос место в том, Украины. а где гарантии того, что Россия выполнит те или иные условия, в результате, к которым они пришли в результате переговоров? Международное право оно не предусматривает в принципе никаких гарантий, что ярко почувствовала Украина в 2014 году. Конечно, от 1994 года. И не только, и договор про дружбу и сотрудничество, ряд иных двусторонних документов, включая документы по морю Азовскому, по Черному морю, ну много-много всего. Это все просто как бы не сыграло никакой роли. А как вы думаете, вот в случае, если не будет никакого компромисса и консенсуса по выдвинутым требованиям, ультиматуму со стороны России, вот что дальше? Что может сделать Путин? Ну, мы с вами говорили выше, что, к сожалению, война является продолжением дипломатии иными средствами. То есть, исходя из их риторики, они, по сути, угрожают применением военной силы в отношении, может, даже более широкого круга стран, чем там Украина и Прибалтика. Ну, они могут реально на это пойти? Ну, в сегодняшних условиях я не вижу оснований, поскольку это будет, ну, это просто полностью обрушится как бы мировой порядок, и риск существует, в принципе, ядерной войны в том числе. Ну, если мы не говорим о масштабной Третьей мировой, возможной, которая может быть в случае, но какая-то локальная провокация может быть на Донбассе. Вот многие политические аналитики, кстати, и военные эксперты говорят о том, что Россия может осуществить некую такую провокацию на Донбассе и полностью уже оккупировать контролируемые Украиной части Донецкой, Луганской областей. То есть осуществить этот грузинский сценарий полностью. Ну, смотрите, последний год он принес много новостей тревожных в плане интеграции территории ОРДЛО в, по сути, Российскую Федерацию. Мы говорим о паспортах, сотнями тысяч раздают в упрощенном порядке русские паспорта. Мы говорим о отказе, по сути, вернее, не отказе, а признании товаров, которые имеют сертификаты так называемых ДНР, ЛНР под госзаказы. То есть россияне, если раньше они стеснялись и оформляли как-то там через Абхазию, которая признана Россией там несколькими другими полугосударствами, скажем так. И третий момент, что сменили кураторов промышленности в ОРДЛО, и сегодня они, по крайней мере, рапортуют о запуске ряда производств как раз под нужды экономики российской. Рубль ходит там уже фактически с 2015 года как единственная валюта. Пенсии платят за счет, по сути, бюджета Российской Федерации. Ну и много такого плана вещей, которые отдаляют эти территории от территории Украины. И фактически они намекают на то, что если Украина не идет по пути реализации Минских соглашений, то рано или поздно признание совершится и ДНР, и ЛНР как государств. Недавно, также в прошлом году, насколько я помню, так называемых глав этих республик там чуть ли не в Единую Россию принимали. Или, по крайней мере, принимали, по сути, как официальных лиц в рамках Единой России, как правящей партии
в РФ, которая сегодня владеет целым конституционным большинством. То есть вот такие сигналы и знаки, они идут, по сути, с начала прошлого года, и Украину тоже ставят перед выбором. Или вы идете на невыгодные для вас условия Минска, или мы смотрим и рассматриваем перспективу признания этих территорий как государствами, и, соответственно, что делает невозможным возврат их потом под юрисдикцию украинскую. А как вы думаете, вот этот вопрос завтра при визите Блинкена в Украину будет подниматься? Думаю, да. Все ожидают, что так или иначе на столе будет вопрос Минских соглашений. В каком виде они могут быть исполнены, какие могут быть внесены уточнения туда. Украина на сегодняшний день, вернее, на конец прошлого года, также представила слитые в «Коммерсант» дорожную карту, как видит украинская власть исполнение Минска. Реакции не было с той стороны. То есть мы сегодня имеем переговоры, но они происходят не публично. И думаю, что если все-таки состоятся договоренности, если не будет конфронтации по линии штата Российская Федерация, в какой-то момент все пойдет очень быстро и могут привести в том числе и у нас к социальным потрясениям, поскольку общество сегодня, не владея информацией, оно просто не готово будет воспринимать решения, и это будет выглядеть очень странно. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Один из сенаторов пообещал Украине летальное оружие. Зеленский проинформировал, в свою очередь, сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии. Он заявил о необходимости подготовки превентивного пакета санкций против России для противодействия агрессорам. Вот что сказал один из сенаторов. Давайте послушаем. Я думаю, Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки хоробро народ України боротиметься з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, яку вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Чи це буде Джевелін, або Стінгер, або стрілецька зброя, або катери, Росія заплатить ціну. Будут наследки. Также Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, но пока не собираются их раскрывать. Об этом сообщила Виктория Нуланд. Я предлагаю ее послушать. Я не збираюся розкривати 18 різних сценаріїв. Я просто скажу, що наші переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб заподіяти дуже гострий біль і дуже швидко. Якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі, ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це треба робити на основі взаємності. У них будуть образи, але у нас теж є побоювання. Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і домогтися певного прогресу в деяких з цих питань за допомогою дипломатії. Девід Столік, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» з Праги. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Девіду, вітаємо вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Давиду, как в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки оценивают вероятность вторжения Российской Федерации в Украину? Насколько это реально, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе? Загалом то можна сказати, все ж таки вірить в те, що агресія може відбутися. Я, наприклад, особисто думаю, що це була б величезна допомога президента зробити повномасштабну агресію проти України. Тому, я думаю, можуть бути, скоріш за все, якісь там менші провокації або такі військові удари, наприклад, як ракетні по конкретним об'єктам в Україні. Але такого рівня, скажімо, занепокоєння з боку європейських посадовців раніше ніколи не було. Тобто зараз Путіну вдалося сколихнути західну суспільну думку, політичну думку на такий рівень, якого ми раніше не бачили. Вот визит Энтони Блинкена в Украину – это следствие, это результат вот высокой степени обеспокоенности и риска вторжения России в Украину или нет? Вот как вы оцениваете этот визит? Однозначно. Також візит пані Аннелени
Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, теж цьому є там доказом, що дійсно західні лідери серйозно переймаються тим, що може Росія зробити проти України. Але також ми прекрасно розуміємо, що це не тільки Україна є на кону. Тут російський наратив, російська пропаганда каже про те, що це НАТО, тобто ми ширюємося на схід, тобто ми, НАТО, через Україну також несемо загрозу Російської Федерації. І тут дійсно російська пропаганда є дуже неефективною. Бо тут всі суспільство, журналісти, політики знають, що ми не є агресивними, що ми не хочемо нападати на Росію. Це просто повна несятниця. Але ми бачимо, що після цих минулотижневих перемовин Росії з європейськими і трансатлантичними партнерами Росія починає ще накалювати цю ситуацію. Тобто це дійсно є такий якби привід для того, щоб максимально зараз зусиль спрямувати на дипломатичний фронт, щоб міністри закордонних справ різних великих європейських і, скажімо, північноамериканських країн, США, Канади, включилися в переговорний процес, щоб максимально зробити так, щоб відмовити Росії від такої якоїсь військової агресії. Думаете, это возможно? Вообще эти все переговорные процессы, которые были на прошлой неделе, это вообще марафон ряда переговоров в Брюсселе, Женеве, Вене и так далее, это вообще эффективно? Это сдерживает Россию от агрессии или наоборот дает карт-бланш агрессору на дальнейшие действия? Наоборот, это такая демонстрация слабости со стороны Запада, США, Европейского Союза? Я не думаю, що Захід вступив слабо в цих перемовинах. Ці вимагання з боку Росії були повністю відкинуті, були раціонально російським делегаціям пояснені. І європейські і американські партнери задавали багато питань російській делегації. Одне з ключових питань було, щоб Росія довела, яким чином Україна загрожує безпеці Росії. І ніхто не почув якоїсь там раціональної, логічної відповіді. Тобто це точно не була якась там слабка позиція Заходу на цих перемовинах. Навпаки, це показало ще більше цю таку зухвалість російської позиції. І це має величезний вплив на суспільну думку в Західній Європі, в країнах ЄС і в країнах НАТО. Тобто зараз ми що бачимо, що Захід ще більш об'єднаний і має більшу рішучість протистояти цій російської агресії. Бо тут ніхто в Європі не хоче якоїсь там великої війни. І тут російська пропаганда, російські наративи однозначно не досягли свого. Пане Давиду, а в чем, собственно, на ваш взгляд, заключается вот это противостояние российской агрессии сегодня со стороны коллективного Запада? Вот что сейчас, кроме выражения слов обеспокоенности, предупреждения России, угрозы санкций, да, вот какое противостояние сейчас реальное вы наблюдаете? Даже, помните, некоторое время назад говорили об отключении России от международной финансовой системы SWIFT, а вот вчера немецкое издание написало о том, что европейские политики уже исключили вариант отключения России от SWIFT. Вот в чем заключается это противостояние? Як з боку Заходу, це протистояння зараз визначається тим, що західні країни підвищують також ставки. З'являються ось, наприклад, цих 18 сценаріїв США, як можуть відреагувати. У західних країн є багато економічних інструментів, як дійсно нанести шкоду для російської економіки. І таким самим чином підірвати легітимність путінського режиму. Тобто це є можливість завадити президенту Путіну отримувати таку підтримку з боку російського суспільства. У Заходу є ці інструменти, які ніхто знову не хоче їх використовувати, бо вони будуть мати також наслідки на світову економіку. Тут в першу чергу мова про відключення від системи SWIFT. Тобто це не було повністю тільки для Росії, але також для міжнародних фінансових ринків. Але я думаю, що ми зараз бачимо
боку заходу різні спекуляції, різні так звані зливи, контрольовані зливи інформації, щоб російські стратеги не були впевнені в тому, як західні країни будуть реагувати. Тобто, мені здається, що нарешті країни НАТО та ЄС вивчили такий урок цього протистояння з Росією. Ну, в таком случае, почему бы... Да, ну в таком случае, почему бы уже не вводить эти, извините, вас перебила, не вводить эти санкции сейчас, потому что Крым находится под оккупацией Российской Федерации, там продолжаются репрессии против коренного народа крымских татар, против граждан Украины, на востоке Украины продолжается российская военная агрессия, и там пушки не стихают. Тут почему бы уже сейчас не вводить эти санкции, а ждать вот очередной дальнейшей агрессии? Ведь какой будет смысл вводить постфактум, когда будут умирать люди? А ведь для Европейского Союза и для Соединенных Штатов Америки человеческая жизнь – это высшая ценность. Так, це дуже правильне питання. І так звані превентивні санкції дійсно могли б зберегти багато життів. Але тут буде звучати трішки цинічно. Це не є життя громадян європейських чи інших західних країн. І тому Захід не хоче діяти на випередження, не хоче бути так, як Російська Федерація. І він тільки ставить ці санкції як можливість, альтернативу. Бо поки, знову це буде звучати цинічно, поки не гинуть громадяни європейських чи інших натівських країн, то рішучість західних країн буде обмежена, на жаль. Це є факт, але його треба так прийняти таким фактом до уваги. І дійсно, треба ще, я думаю, українським дипломатам, українським політикам ще більше апелювати на своїх західних колег, що дійсно це має сенс, такі санкції запроваджувати превентивно. Я особисто також прихильник такого підходу, і тут в Чехії ми радимо чеським депутатам, чеським політикам, чеським дипломатам ось таке зробити в першу чергу. Не чекати, поки дійсно почнеться якась там гаряча фаза військова. Дякую вам дуже, пане Давиду. Чохсагл, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Давид Столік був з нами на прямому зв'язку, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності». Пане Геннадию, Виктория Нуланд сказала, что у Соединенных Штатов Америки есть как минимум 18 сценариев реагирования на случай агрессии дальнейшей России. Что это может быть? Санкции, понятно. Вот что-то неожиданное может включать в себя 18 вариантов? Очень большой спектр, начиная от глубокой обеспокоенности, заканчивая военными действиями. И любые государства такого плана, как Штаты, они военные планы в том числе имеют и рассчитывают в том числе операции заранее против всех возможных потенциальных противников. Поэтому цифра 18 нам говорит о том, что очень большой спектр. Действительно, начиная от персональных санкций, хотя персональным санкциям, скорее, Путин должен радоваться, если они будут введены, поскольку... То есть они будут касаться самого Путина? Что, кстати, предложили в законопроекте, который был внесен в Сенат на прошлой неделе. Дело в том, что сегодня, когда говорят про активы Путина за территорией Российской Федерации, никто на сегодняшний день не продемонстрировал никаких доказательств. Лично понятно, что было бы просто найти в реестрах, но какие лица в интересах именно господина Путина владеют имуществом недвижимым или счетами, ни в одном расследовании журналистов, ни в одном сливе, ни в Panama Papers, ни Bellingcat об этом не говорил. Поэтому это скорее фигура речи или действительно информация существует, но она засекречена на уровне разведок. Но пока публично никто об этом не говорит. Поэтому, если, условно говоря, его министров, силовиков и приближенных, им запретят выезд в Европейский Союз, в Штаты, в другие государства, где они любят проводить время в том числе, если им там заблокируют активы и их недвижимость, то они станут привязанными, по сути, к Кремлю и будут иметь необходимость еще большую лояльность демонстрировать. Поэтому, что касается персональных санкций, мы видели это на примере санкций по Крыму, в частности, не взлетела мысль по поводу возможного дворцового переворота, который окружение Путина могло бы учинить. Более того, за то время он переизбирался, и он продолжает контролировать партию, Кремль, правительство, практически являясь автократом в рамках такого государства, как Россия. Пане Геннадію, і
Еще один важный вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, это тема Казахстана. Наверняка вы видели, что вот спустя 3 недели с начала протестов наконец на публике появился Юлбасы Нурсултан Назарбаев. Он выступил с видеообращением. По его словам, никакого конфликта в элите нет, а сам он находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана. Вот его прямая речь. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочий президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур-Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. С нами сейчас на прямой связи Мухтар Аблязов, лидер оппозиционного движения «Демократичный выбор Казахстана». Мухтар бей, салям алейкум. Салам алейкум. Как вам выступление Нурсултана Назарбаева и как вы думаете, почему он так опоздал? Ну, он, или надо признать, определенным политическим чутьем запрыгнул, что называется, в последний вагон. Если бы он еще неделю бы отсутствовал в информационном пространстве, то на самом деле бы люди бы сказали, все, его нет, и якобы власть полностью принадлежит Касым-Жомарту Токаеву. Вот. И чтобы этого не было, он, собственно, сегодня и появился. Тем самым разрушив представление многих людей, что якобы власть у нынешнего президента. Вот. И он появился прямо в нужный момент, потому что слухов было много, что он умер, что преследуют якобы его родственников и так далее. Но всего этого на самом деле нет. Так, а что есть? Есть, что он показал, что в доме хозяин. Во всяком случае, пока. Я, собственно, сегодня выступал в прямом эфире и объяснял, что в ближайшем будущем мы будем свидетелями, как нынешний президент, как мы его все называем в стране мебель, методично станет мебелью Владимира Путина. Но это будет в ближайшие пару месяцев видно по действиям. А сейчас пока Нурсултан Назарбаев демонстрирует, что он хозяин в стране. Он никуда не уходил. И он там, обратите внимание, лжет, говорит, что он с 2019 года якобы на пенсии. Ну тогда, если он на пенсии, то спрашивается, а что же он день 10 назад спешно сдавал следующую его должность глава Совета Безопасности. Пенсионер не может так бесконечно долго уходить. На самом деле он контролирует власть в стране. Ну, то есть, как в России было, когда Путин вроде как бы был премьером, а президентом был Медведев. На самом деле главой государства реально был Путин. И в Казахстане та же самая ситуация. Поэтому его появление — демонстрация, что он продолжает рулить. Ну и, собственно, вы знаете же, столица называется Нур-Султан. Партия власти называется Нур-Отан. И ничего не поменялось, просто идет перегруппировка сил. Он прячет своих родственников от народного гнева и в реальности продолжает пока рулить страной. Ну, вот многие политические аналитики говорят, что
Путин и Токаев, вот, использовав протесты, протестное настроение, отодвинули Нурсултана Назарбаева, и, собственно, вся власть сейчас аккумулирована вокруг Жомарта Касым Токаева. А вот российские военные ОДКБ, которые зашли на территорию Казахстана, это был такой сигнал казахстанским силовикам, которые не хотели применять оружие против своих же граждан, что в случае очередных протестов, если казахстанские силовики не будут действовать, то вместо них это будут делать российские десантники. Вот такая версия, на ваш взгляд, имеет жизнь? В этой версии рабочая только вторая часть. Дело в том, что полиция и армия стала переходить на сторону народа, и Назарбаев понял, что он уже теряет контроль. И как это было исторически при царях, при ханах, нужны были внешние силы, собственно, поэтому он обратился к Путину за поддержкой. Именно Назарбаев. Формально это озвучивал Токаев, но это делал все Назарбаев. Вот с этим я соглашусь, потому что силовики, которые боялись применить оружие, то есть они понимали, что рассерженная толпа просто их растерзает. И когда они услышали, что Путин, тем не менее, будет помогать, то есть такая поддержка была больше психологическая. 3000 солдат от ОДКБ — это вообще небольшое количество, потому что количество всех вооруженных сил, полиции, Национальной гвардии порядка 300 тысяч человек. Поэтому 3000 — это был такой символический знак со стороны Путина, что не бойтесь, стреляйте, мы вам, если что, поможем, спасем. С этим я абсолютно согласен. Что касается первой части, это распространяли, скажем, эту версию, что якобы Токаев рулит. Для чего? Для того, чтобы сбить народный гнев. Это же не сразу происходило. Назарбаев не сразу сдал позицию Совета Безопасности. Но по Конституции, кстати, он пожизненно остается главой. Поэтому эти права у него никто не отобрал. И он сначала отправлял в отставку правительство. Это не помогло. Потом еще какие-то действия были сделаны, опять не помогло. Потом он сдал свою позицию главы Совета Безопасности, опять не помогло. И сейчас он там объявляет, говорит, что он якобы пенсионер. Ну, как с 2019 года, что уже неправда. То есть в реальности он таким образом хочет перегруппироваться и также продолжать управлять страной, дергая за ниточки. Вот вы вначале сказали, что мы будем наблюдать, как Жомарт Касым Токаев будет превращаться в мебель в Кремле. А разве было что-то иначе? Разве раньше того же самого не было? Потому что если даже посмотреть на голосование Казахстана на международных площадках даже по Крыму, по нарушению прав человека в Крыму и так далее, то Казахстан всегда голосовал в унисон с Россией. Что сейчас изменится? Токаев всегда был мебелью и будет чьей-то мебелью. У него функция такая. Сначала функция быть мебелью Назарбаева, и в ближайшем будущем мы увидим, как он будет функцией Путина. На самом деле раньше Назарбаев балансировал. И не случайно западные страны Европы воспринимали так, что Казахстан как бы некое светское государство, которое балансирует между Китаем и Россией, что называется, ни вашим, ни нашим. А на самом деле он был, понятно, что больше всего по структуре управления, по взаимодействию в экономике, конечно, он был с Путиным. Но я не могу сказать, что все заявления даже по Крыму и по Украине у него были синхронные. Они, я имею в виду действующая власть под руководством Назарбаева, маневрировали тоже, не давали четкую однозначную позицию, что они считают, что Крым именно российский. Или по Востоку. Только в последнее время стала риторика сближаться с позицией Путина. А до этого они говорили, ну, что произошло, то произошло, мы не считаем это агрессией и так далее. Поэтому нельзя было однозначно сказать, что якобы Назарбаев полностью лежит под Путиным, извините за такое сравнение. Вот сейчас, когда шаг за шагом Назарбаев будет отодвинут от власти, мы в этом будем свидетели, что действительно Казахстан фактически находится во внешнем управлении со стороны Путина. Это мы увидим скоро.
Дякую вам дуже. Чок сагол, что нашли время и подключились к нам в эфир. Мухтар Аблязов был с нами на прямой связи, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Пане Геннадию, ведь действительно все очень просто. Скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты, да? То есть можем ли мы говорить, что вот вопрос Крыма, да, это такой маркер независимости того или иного государства от России? В случае, если такая сейчас, как Лукашенко, выступит с заявлениями по Крыму, мы будем понимать, что де-факто оккупация Казахстана Путиным завершилась. Ну, дело в том, что давайте не будем забывать, Крым это маркер, безусловно, но Казахстан давно член Европейского ОДКБ и Таможенного союза, то есть экономическая и военная интеграция на высоком уровне. В урановых проектах, в нефтегазовых проектах куча российского капитала. Там есть и западный капитал. Ну, то есть влияние РФ на Казахстан это не новость, это не открытие, не секрет. Договор по Байконуру у них до 2050 года, по сути, с передачей юрисдикции над отдельной территорией под законы России. Ну, то есть говорить о том, что Казахстан вот до этого, как они называют, переворота или попытки его беспорядков, то, что он был самостоятельным в своих решениях и не ориентировался в том числе на мнение России, мы не можем. Поэтому в этом смысле ждать каких-то изменений тут действительно очень похоже на определенный такой внутриэлитный конфликт, который в том числе был преодолен благодаря вмешательству вот этого контингента, который назвали миротворцами, представлявшим ОДКБ. То есть, действительно, я согласен с мнением, которое вы высказали, что главной функцией этого контингента было вселение уверенности в силовиков о том, на какой стороне им стоит находиться, чтобы продолжить свою службу, так сказать, и не потерять место в государственной машине. Дякую вам дуже, пане Геннадію. Спасибо большое, что в наше время приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Геннадій Дубов, експерт з конституційного права, доцент кафедры теории права та державы, был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5-6 минут, после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугу». Не переключайтесь, я напомню, чтобы вы не забывали подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Буквально через 5 минут. Коршкинч. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melgemisi, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar, deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümnün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun ey ana vatan.
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huca. Pıçın, arpa, aş istemez verir sana bunlara. Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı. Yediklerin, içtiklerin hep bu topraktan gelir. Cebindeki akçaları sana bu toprak verir. Alma, armut, arpa, buğday, bağ ve bostan cümlesi. Toprağın verdiği baylık. Satma sakın toprağı. Onu bilip sevmelisin. Çayır ile bahçayı. Akça sudur, akar gider. Bitirirsin akçayı. Akça bitti, bahçe gitti. Ne olur senin alın? Aman oğlum, topla akça. Kere haydır bahçayı. Bak senin bir çayırın var. Ne güzeldir çokrağı. Şırıl şırıl kele suyu yarıp kara toprağı. Lanet eder sana çokrak. Satma sakın çayıra. Eğer satsan çevirirsin fenaya sen hayır. Saç tarlaya harpa, buğday işle bekle tarlaya. Bir saçarsın, un alırsın. Unutmayın Hudaya. Bir çuval buğdaya karşı altın, kumuş verildi. Kereklerin erine ise bunlar ile gelir. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli huçağı. Pıçın, arpa, aş istemez verir sana bunlara. Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı. Ural dağı, Ural dağı, yoktur da hep yağı. Ural dağı, Ural dağı, yoktur da hep yağı. Kırım'dan taş toprağı yüreğim yağı. Şu Kırım'dan taş toprağı
toprağa yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana, gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'nın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'nın malına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'nın dağına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'nın dağına. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar sevgili ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасының сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki bölükünü biz Kırım Tatar tilinde alıp baramız ve informasyon vasıtalarında yüz bergen sonki aktual haberlerine müzakere etemiz ve yayınımız devamında sizin bağlantılarınızı da bekleyimiz. Ben hatırlatam ki biz günde 6 saat canlı yayın alıp baramız. Bugün informasyon programması çerçevesinde Kırım ile bağlı Kırım'ın kurtarılığı ve Ukrayna etrafında yüz bergen hadiseler Ukrayna devlet seviyesinde topraklarının azat edilmesi yönelişinde yapan faaliyetlerini aydınlatamız ve misafirlerimizin koşulgan, teşrif buyurgan misafirlerinin bu hadiselerini analiz yapmağa, böyle tetkik yapmağa tırışmaktayız. Ve o sebepten siz de bizim bu kureyişimizge koşulabilirsiniz, özünüzün şahsi isteğinizni de koşabilirsiniz. Birinciden yayınımızga bağlanma imkanına sahipsiniz. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bizlerge koşulabilirsiniz. Ya da Skype adresimizni kullanınız. atr.tv buyurunuz, bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim ki Ukrayna anahtası ve Kırım arasındaki bu bağını tutmak, bu köprünü kurmak, bu hakikaten bugünkü yapabilecek hareketlerimizden en mühimi de adlandırmağa mümkün. Bunun ile beraberlikte sevgili arkadaşlar ATR telekanalına hem mani hem de maddi destekini gerçekleştirebilirsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Onun linkini de ekranlarınızga vaqtinca rejissörlarımız her daim takdim ettiler. Buna YouTube sayfamızga kirseniz, anda biz hem programmalarımızın meraklı bölüklerini hem de aman hepsi programmalarımız yükleyimiz. Böylece sizin like'larınız ve aboneleriniz diğer insanların da bizim yapkan işlerimizni görmesine böyle imkan yarata ve böylece ATR telekanalının programmaları tavsiyelerge çıxa. Aynı zamanda ATR'ge maddi destekini bizim Patreonumuzga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Onun linkini de vaqtince rejissörlarımız sizler için gösteriyor. Bu link boyunca kirseniz çeşit türlü destek seviyesiyle karşılaşacaksınız ve güç kuvvetinizge göre bu destek seviyesini seçip Balaban ATR Xorantasının azası
ола білесіңіз. Сайғыл арқадашлар, мен се бұл бөлікні бөлі бір хаберлерден башламаға истередім. Зира білесіңіз, шымды Украина етрафында бөлі бұйық бір саваш башлатылмасы ихтималы бар ве, хусусан Полониядан да бұл кібі хаберлер келе, мисал оларақ Туневін Полонияның Milli Xavfsızlık Büro reisi Pavel Solakh дегеніне көре, яқын вақытта атта бірқач күнлер içerisinde Rusiyanın Ukraynaға бойле бір саваш башлатажағы ве невбеттекі işgalini gerçekleştirebileceğini азыр olmaq zaruр деп айтты. Менің режиссерларым, біздің режиссерларымыз şimdi бұл цитатаны шығармаға азырдыр деп түшінем, келіңіз теңдейік. Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони, але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля в нормандському форматі дали результат. Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Звісно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну. Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення усієї території України, виглядає найменш вірогідним. Хоча, звісно, не можна виключати, і росіяни, як завжди у таких ситуаціях, досліджують свої можливості з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії. Бұл ве дегер меселерні біз яйнымызға бағланған сесетшіназ бұтын дүния Қырым татарлар Ижра комитетінің азасы Недимаға Усейновнен лафетмеге планлаштырды. Қобызны іште. Недимаға, селям алейкум, хайрлы ақшамлар. Хайрлы ақшамлар, селям алейкум. Ақиқат ендемі Полонияда Русияның шымды Украинаға бойлы бойық бір саваш илян етіжеге ихтималы көзде тұтыла. Evet, hakikaten bütün Harp, bütün Avrupa Birliği, bütün işte halkara cemiyeti şimdi bu fikirlerini yaşay. Herkes biliyorsunuz sanki bu savaş ne vakit başlayacağını bekleyiz. Bu pek bir nasıl айтайım rahatsız, kuvvetsіз bir malumat ve informatsiya yapımız gerek. Çünkü biliyorsunuz şimdi kimse ne vakit Rusya bu savaşını başlayacak mı yok mu deyip bir kimse özüne sual vermiyor. Ne vakit bu savaş başlanacağını hakkında diskussiyalar alıp barıla ve benim için bu tek bir şeyini isbatlay. Bu biliyorsunuz gerginlik Rusya tarafından başlangan ve böyle eskalatsiya yapılgan gerginlik bu böyle bir suni şey değildir. Suni işte ya da blef olan gibi hareketler olmaganına indi bu sonki günlerde gelgen informatsiyalar isbatlay. Себеп іште бойле фукірлер мейданға келе ки бұндан евел ақиқатында еркес Русияның, яғни Путиннің ғарби дүнияны Украинаны шантаж yapқанын тұшынеді. Зира білесіңіз кечкен авта Брюссельде, Вьянада ve Женеврада бойле бұйық бір anlaşmalar, muzakirələr ötkərildi. NATO-nun, Amerika Birləşmiş Devletləri və OBS-nin və degenlərinə görə bunların episi, yəni şantaj bu gibi anlaşmalarının və muzakirələrinin olması üçün edi. Artıq bu ihtimal bilemi közdə tutulmay. Tutulan bilirsiniz Rusya'nın da maksatları nasıl? Onların hem de siyasi cidden bakanda hem ekonomik taraftan bakanda maksatları var ve bu maksatlarına erişip olamayırlar. Çünkü sonki
конушмаларда гарпнен алып барылган НАТО векиллеринен алып барган конушмаларда иште ос ниеттерине жетип болмадылар, жерине кетирмедилер оларны. Мисал, саясий тарафтан олар НАТО Украинаны кабыл этмемесин иште бир талап этелер. Буну да НАТО оларга айтты ки жабаплары белли. Биз более иште сизге сөз берип боламабыз, чүнки Украина мустакыл devlet ve олар өзлері үшін бұл қарарларға келмек кереклер. Екіншіден, более экономик тарафтан бақсақ, Nord Stream 2 işte da çalışmaga başlamadı. Mına bugün Almanya'nın vekili Rusya'nın konuştu. Dışişleri Başkanı Rusya'nın Dışişleri Başkanı'nın konuştular ve anda yani tek yalnız tek Ukrayna hakkında değil de böyle bir ekonomik bir taraftan da albarılacak meselelerini de konuştular. Meselenin üzerinde konuştular ve işte işbirliği hakkında bahsettiler. Aytacağım bu pek çok bir seviyelerde alıp barılgan bir siyasi oyundur. Evet, Rusya bu oyunda o silahlarını, o askerlerini, o böyle bir gücünü göstermeye tırışa. Çünkü bu silahlarını gösterip böyle bir argument olarak onların kullana bu konuşmalarda bu Zakarp'ın ya da Avrupa'dan alıp barılgan laflarda ve Rusya'nın esas maksadında nasıl? Bakınız, onlar Amerika Koşma Ştatları ve Avrupa Birliği'nin siyasetçilerinin bir odağa kırıp laf etmeyler. Onlarını bölmeye tırışırlar. Bugün Almanya vekil barıp onlarını konuştu ve onlar ekonomika da laf ettiler. Ondan evvel birkaç hafta evvel Amerika vekillerinden konuştular ve anda tek Ukrayna hakkında laf ettiler ve tek bu savaş üzerinde ya da böyle kızgın bir savaş meselesi üzerinde laf ettiler. Ama ekonomik meseleleri boyunca asıl konuşmadılar. Çünkü bu Rusya'nın böyle bir stratejisi bölmek ve çeşit türlü mesele boyunca çeşit taraflarına laf etmeye. Çünkü Garp bir silah uç olarak Rusya'nın laf etkenine Rusya işte böyle bir ona razılık vermiyor, razı değil. Zaten de öyle oldu ki bu konuya, bağışlar sözünüzü böldüm, öyle oldu ki bu konuya çünkü Avrupa Birliği diplomatiyasının yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Amerika Birleşken Devletleri'nin ve sadece NATO temsilcilerinin bu görüşmelerde iştirak etkenini ve Avrupa'nı davet etmeyenlerine böyle tenkitlerini zaten bildirdi ve seslendirdi ve hala da bu tenkitler Borrell'in nutkundan seslendirilmeye devam etti ki Rusya özü de teklif etti Amerika'ya ve NATO'ya, Avrupa Birliği'ne veya Ukrayna'nı bile hatta koşmağa onlar reddettiler. Çünkü böyle güçler var Avrupa'da. Avrupa Birliği'nin içinde Frankistan, Almanya'nın yol başçıları en çoktan biz o silahlarımızı kurmaya tırışamız deyip sonra Amerika'dan böyle bir müstakillik daha çok ziyade çok müstakillik işte kazanmaya tırışamız deyip en çoktan bunu bildirirler ve evet Kreml vekilleri, Kreml temsilcileri bunu yaxşı bilip onlarda bu şeylerde bu içki konfliktlerde oynamaya tırışarlar ve yaxşı etip oynarlar ama başka taraftan bilirsiniz bugün mana şunda Blinken gelmeye koya Koşma Ştatlarının işte böyle bir devlet katibi mi, devlet sekreteri Nazira deyip aytayıq. Dışişleri Nazire aytayıq. Buna gelecek, Ukrayna'ya vizitele gelecek. Ve andaki Zelenski'nin konuşacak. Bu da böyle bir signal. Bilirsiniz Kreml'e bakınız biz anda Ukrayna'ya gelip duramız. Ukrayna'nın laf etmemiz. Eğer siz bu sene yarın bu gün başlayacak olsanız biliniz biz andamız ve bu sizler için yaxşı niyetçilerge işte sizni bitirmeyecek deyip aytalar. Belki gelecek haftalarda da başka bir yüksek seviyede temsilciler Ukrayna'nı böyle bir işte Ukrayna'ya vizit yapacaklar ve Ukrayna vizit edecekler ve anda vizitine gidecekler. Bunu bir göreceğiz ama bu işte adımlar bu vizitler bizge ne gösteriyor, ne de isbatlayı. Bu atmosfera, bu situasya şunu kıza.
ve Rusya bir taraftan o maksatlarına yetmegenleri son açıklandılar. Öyle bir bu kerginlikten daha yüksek bir seviyeye götürmeye tırışıyorlar. Çünkü onların işte bu karşında ne yapar? Putin bir taraftan biz güçlüyüz deyip aytap, Ukrayna karşında bir şey yapacağımız deyip var. Başka taraftan eğer şimdi Garplarga yok degen son birinci adım Rusya, Moskva tarafından. Ve bu adımı yapmak gerekli çünkü orada anda hem de Rusya işte hem de cemiyetleri hem de başka siyasetçiler Putin'e vermeye şimdi yakışıklı bakalar ve aytalar. Ama şimdi bu stavkaların kotargen son sen Garplarga yok degen son sen ne yapacaksın eken? Yani ne yapacaksın eken deyip böyle bir sual işte. Ama diğer taraftan buna ne diyeyim onlar koygan bu ultimatum yani maksat koygan talaplары yerine getirilmeyeceği en baştan belliydi de buna biz sizinle tahsilli insanlarmız ve çok yaxşı anlayımız ki ne NATO'da ne Amerika Birleşken Devletlerinde bir memur çıkıp da biz razımız işte NATO şarkı bölgelerge kengleştirilmeyecek. 1997 senesinden sonra NATO'ga kirgen ülkelerinin teritoriyalarından biz silahlarımızı çekemiz degen açıklamalar yapmaz. Yapmayacak da bu NATO'nun üzerinde böyle degenlerine göre kaç koymak meselesi olacak deyip. Yani biz bunu yaxşı anlayımız ve Kreml'de de bunu yaxşı anlaydırlar. Yani onlar bularını yapıp sanki dersiniz mahsus bu savaşka bir sebep kıdıra ekenler gibi korunuyor. Belki de men yanlışam. Nasıl siz düşünüyorsunuz? Bu retorika, retorika bir şey yani resmi tarafları, Kreml'in resmi tarafları belli, Avrupa'nın ya da Sıhart'ın buna resmi cevabı da belli ama her bir tarafının böyle bir belki de 100% resmi olmayan bir plan B planları da vardır. Putin'in menimce planı B bu Avrupa ya Garp ya Amerika'nın temsilcilerinden böyle bir karara gelmek ki bakınız biz şimdi bu Ukrayna'nı siz talep etmeyeceksiniz degen bir halkara bir memorandum eğer imzalamasamız belli ama başka taraftan siz bizge böyle bir işte garantiyalar vermek gereksiz ki siz misal Ukrayna'ya başka silah vermeyeceksiniz. Anda instruksiyalarının yani instruktörlerinizi yibermeyeceksiniz ve onlarını öğretmek için anda ve son Ukrayna'nın yakınlaşmasını biraz bir toktatacağımızı biz talep edemiz deyip menimce Kreml şimdi bu maksatқа da erişmeye ve bu maksatını yerine getirmeye tırışacak ama bu resmi şekilde resmice elbette ilan edilmeyecek. Ama ne kadar sizin fikrinizce Garbi bu kolektivный Запад deyip aytamız da bu gibi Putin'in ultimatumları ve talaplarına cevap verecek. Yani cevap verecek derken anlaşmalar bilmeyeyim müzakerelerini kabul edecek ve ile zira şimdi Rusya ne yapıyor? De ki bizden laf etmeseniz bizim talaplarımızı dinlemeseniz biz Ukrayna'ga nevbetteki intervensiyamızı gerçekleştirecekmiz. Gariptan hiç kimse demiyor ki ya toxtanız siz başta Kırım'ı bırakınız, işgalden kurtarınız, çekiliniz, Donbas'tan çekiliniz, sonra keliniz laf eteyik deyip kimse aytmaydı. Ne için kabul eteler bu müzakerelerini? Ne için Rusya'nın demek Ukrayna'nın sınırlarından çekilmesi üzerinde laf keti Kırım'dan, Donbas'tan degildi? Bilesiniz bu da Kreml'in böyle bir nasıldır bir akıllı bir stratejiyası. Çünkü şimdi bakınız status quo degen al hakkında eğer laf etsek status quo bu şimdi Ukrayna'nın bugünkü alıdır. Hemen şimdi Ukrayna parçalangan bir ülke olarak Donbas okupasyasında, Kırım okupasyasında kene ne olsa da bu status quo. Garp şimdi ne ayta Kreml'ge? Bu status quo'nu parçalamak, saklamak gerekmez. Bu status quo'nu bozmanız. Bu da pek akıllı bir adımlar ki Kreml'in tarafından. Çünkü görüyorsunuz biz eğer birkaç ay evvelsi de status quo hakkında laf etkende biz Kırım'ı
yerine kaytarmak ve Donbass'ından vazgeçmek hakkında laf etken olsanız, şimdi siz status quo biraz çekildi, koyasınız mı? Başka status quo bu şimdi cenkini başlamamaktır. Onun için Garp da bunu anlaydır. Evet ama Garp hakkında laf etken... Sual peyda ola, bu Kreml mi bu kadar akıllı, Garp mı bu kadar akılsız? Yani mında böyle iki terazi var şimdi, ben anlap olamayım. Bu Kreml böyle bir cevapkarsız bir huligan gibi olsun. Para Garp ise bilirsiniz cenk Avrupa'da yanı cenk istemiyor. Rusya için, Putin için, onun rejimi için cenk bu yakşı şey. Çünkü cenkten son, krizislerden son onun bilirsiniz işte alı durumu Rusya'da daha bir tekinleşe. Çünkü Rusya'da biz bildiğimiz gibi demokrasiya yok, hatta seçimler gereği yok. Var da hepsini seçimlerini işte kapatmak için ya da yok etmek için aslında bilirsiniz işte sebep kıdıralım. Avrupa'da bu biraz başkaca çalışıyor. Avrupa'da demokrasiyasız Avrupa yoktur. Asıl Garp'ta yoktur demokrasiyasız. Onun için bu çeşit tür başka bir usullar boyunca yaşayan bir iki işte dünyalar aytayım. Rusya ve onların işte işbirlikte hareket eden ülkeler, diktatörler, onlara demokrasiya gerek ve onlara krizisler gerek. Avrupa'ya demokrasiya olmadığı için krizisler gereği yok. Çünkü herkes buna şimdi başkaca özüne albarmaya tırışa ama Avrupa ve Garp menimce bilirsiniz Belarus'da olup geçen krizisten son, kaçaklar krizisinden son 5 yıl anladı. Eğer biz böyle bir kırmızı linyalar, kırmızı çizgilerini işte çizgilep ve belgelemesemiz ve Kreml'e biz o kırmızı linyalarını işte ardında durup sizni yebermeyeceğimiz deyip işte böyle bir kavi ve katı durmasak sizin asıl bir laf etmege sebep ve mana yoktur. Çünkü Rusya tek silah degen şey cevabını tanıyor. Silahlı ve güçlü bir Pekin cevabını tanıyor. Bunu Garp anlay şimdi. Bunu Koşma Ştatlar anlay başladılar menimce. Eğer Avrupa Birliği anlamasa da ama böyle bir militaristik taraftan Avrupa Birliği'nin çok aytacağı yoktur. Amerika ştatlar şimdi böyle bir işte inisiyatifayla çıkarlar. Onun için menimce hem Biden hem Blinken şimdi bunu anlaylar. Onun için onlar Ukrayna'da kelip turalar ve Kreml'den bir kavi, bir katı bir seviyede laf ediyorlar. Ve de bu sözlerde ve bu pozisyada kavileştirecek menimce gelecek haftalarda. Yani bakıp görecekmiz ya sonuç olarak ne demek? Şimdi Rusya Federasyası Amerika Birleşken Devletlerinden onların talaplarına böyle resmi cevap, yazılı cevap beklerler ve bu cevaptan sonra artık hangi bir hareketlerini yapacaklar, kararını alacaklar deyip ayttı Rusya'nın Dışişleri Naziri Lavrov. Eğer ki bu yazılı cevapta geçken hafta seslendirilgen şeylerden, Sherman'ın nutkundan seslendirilgen şeyler çok farklanmasa ne olabilir? Bu gerginlik daha ziyade bir ösecek ve menimce gelecek haftalarda 2-3 hafta içinde bu savaş olmasa da böyle bir tolu bir savaş başlanmasa da Ukrayna ve Rusya aralarında nasıldır bir provokasyyalar ve lokal bir yerli bir şekilde alıp barılgan konfliktini beklemeye lazım. Yazık ki bunu aytkanım ama Rusya özüne böyle bir situasyaya koydu ki çünkü Amerika'nın ve Rusya'nın resmi cevabı nasıl olabilir? Yok olacak. Yok basıp etmeyeceğimiz de bu cevap. Ama şimdi Rusya'nın böyle bir bilesizme negotiations, böyle bir konuşmalarga, laflarga işte tartıp o vakit biraz çokça vakit yenmeye tırışa. Rusya da bunu anlay ve onun için öyle şeyler aytalar. Yani biz bekleyemeyiz resmi cevabını veriniz. Çünkü özleri de bilmeler nasıl oralar bu cevabın sonuna ahır sonunu bileler. Yok degen bir cevap gelecek. Resmi olsa olsun resmi.
Ama onlarga da vakit gerek. Çünkü Kreml'de de şimdi bunlar sonunca bilirsiniz bir nasıldır bir karara gelmediler. Başlayacak mı bu savaş mı yok mu? Nasıl bu açık ve tolu bir savaş olacak ya da işte bir lokal şekilde alıp aralacak işte militarist bir Provokasya şeklinde alınacak, provokasya şeklinde olabilir. Bunu da daha kararlarını almadılar. Onlar da vakit gelecek. Çünkü onlar da kalır nasıl bu situasya şimdi olacağını. Yani anlaşıla ki yakın vakitte, yakın haftalarda biz demek vaziyetinin ketişatını artık korup olacağımız ve elbette ki bu vaziyetini de takip etimiz. Yani demek Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında da elbette ki soramasam olmaz. Zira eğer böyle bir çatışmalar olsun, böyle bir savaş olsun, hatta böyle bir lokal belki de çatışmalar olsa bilem Kırım Tatarlarının stratejisi biz ne yapacağımız? Biz bu vaziyette hangi bir stratejini gözlemek gerekmez? Kırım'da yaşayan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız onların stratejisi nasıl olabilir? Yani işte onlar şimdi anda çok iş ya da çok hareketler yapıp olamazlar. Tunç oturup ve bakmaya ya da işte nasıl o sözlerin ardına bakmaya böyle bir tek onlar için ben şimdi imkan görüyorum. Ama Ukrayna'nın başka taraflarında yaşayan siyasi liderlerimizin hareketleri bu elbette bu savaşta Ukrayna'nın Kiev'in ardında durmaktır ve en esası şimdi bu hareketini yapmak gerekmez. Bizim liderlerimiz bütün dünyaya Avrupa Birliği'ne, Koşma Ştatlarına, onların liderlerine böyle bir müracaatlarını çevirmeye gerek ve aytmak gerekmez. Bakın sanda şimdi bu cenk başlanabilir. Kırım Tatarları hakkında onların akları hakkında işte yaşayışları hakkında çünkü bizler azmız. Hem de Kırım'da koyarımız. Yani Dimağa Tunev'in biz Rifat Ağa Çubarov'nin yayınımızda laf etkenimiz vaqt o dedi ki bizlerge belki de sizin haberiniz vardır olmalı da deb düşünem. Dedi ki 2022 senesi bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin toplantısı olacak eken. Mana siz bu haberini nasıl kabul ettiniz? Ne sevindiniz mi? Aslında hakikaten çok beklenilgen böyle bir toplantı olacak galiba. Anladım göre bu bilirsiniz Covid yavaş yavaş sonuna geliyor ve biz de hazırlanıyoruz. Covid bitken son ya da hiç olmaganda böyle bir kontrol alıngan son onun üstünde yavaş yavaş bu kongresine geçirmeye gerekmez. Çünkü bilirsiniz en esası bu yeni maksatlarını ve yeni strateji üzerinde konuşmak gerekmez ve bu stratejiyi kabul edip hayata çevirmeye gerekmez. Bu sebep biz Kırım Tatarlarının en büyük gücü nerededir? Demokratik şekilde alınan kararlarındadır. Ve bugün bir meclis kurultay serbest şekilde çalışıp olmagandan son kurultay Dünya Kongresi böyle bir mühim ve gerekli bir instrument olarak şimdi çalışmak gerek. Bizim de bu cevapkarlarımız, biz de cevapkarımız bu instrument yaxşı çalışkanlığı için ve elbette yeni diaspora çünkü 6 yıldan çok geçti o ikinci kongresten belli. Yeni maksatlardan gayrı yeni adamlar, yeni betler kırsetmeye gerek bu hareketke. Hem de diasporadan hem de Ukrayna Kırım'dan. Büyük teşekkürler sizge. Nedimağa yayınımızga bağlanıp sorularımızga cevap verip kıymetli fikirlerinizle paylaşkanız için çok sağ olunuz. Nedim Hüseyinov, siyasetşunas Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi İcra Komitetinin azası bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar, biz yayınlarımızga muhakkak devam edeceğimiz ve sadece şimdi 5 dakikalık teneffüsünü ilan ettim. Sonradan Zaman İnformasyon Programması sizlerine sonki ve en aktual haberlerini selamlayacak. Ondan sonra biz bu studiyaga qaytib yayınlarımızga devam edeceğimiz. Atayırlı olunuz. Görüşkенче.
Тоқта дейлер маңа. Тур, ашықма о қадар. Әрбір олажақның өз заманы, вақыты бар. Дейлер сабыр еткен, мұтлақ мұрадыны тапар. Санки менің сабыр етмеге вақытым бар. Күнде гүлде, саниелер сайлы екенде, бабасыз оскен балалар көз яш төккенде, топрағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бұл, құлақ асма о қадар. Санки менім, башқа бір ватаным бар. Айды ғұрбетті ирыштым дүния малына. Доланасың енді етрафта, саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетик еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истикляльна беклегеніміз қадар. Дерендір деңізін, суында қайық. Не güzel адасын, мақтавға лайық. Юксектір дағларын, серіндір аван. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ. Несподіваний візит. Державний секретар США у середу прибуде до Києва. Ентоні Блінкен матиме зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У Державному департаменті Сполучених Штатів пояснили, що йтиметься про єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України, а також зусилля спрямовані на те, щоб змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації. Візит Блінкена до Києва підтвердить прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, кажуть у Держдепі. Він також зустрінеться зі співробітниками американської амбасади та їх родинами, щоб пояснити плани на випадок подальшої російської ескалації. Уже 20 січня Ентоні Блінкен відправиться до Берліна, де зустрінеться з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анна-Леною Бербок. МЗС України також підтвердило візит. Там наголошують, що Блінкен відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, широкого спектру питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах. Москву чекають нищівні санкції, якщо знову задіє зброю проти України. Про це заявили сенатори США за підсумками візиту до нашої країни. У Києві двопартійна група мала зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі з главою української держави сенатори пообіцяли Україні смертоносну зброю, яка потрібна для оборони. Йдеться, зокрема, про можливі поставки ракет «Джевелін» та переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер», а також стрілецьку зброю та військові катери. Сенатор Річард Блюменталь наголосив, що Владимир Путін припустився найбільшої помилки у своїй кар'єрі, недооцінивши мужність українців. Що ми хочемо зробити, це запобігти тому, щоб це сталося. Ми хочемо бути стримуючим фактором, знайти рішення до того, як бійня розпочнеться. Нас дуже хвилює те, що ми бачимо, тобто скупчення великої кількості російських військ біля кордонів, а також гібридна війна, результатом якої стали кібератаки цими днями. Якщо росіяни зроблять жахливу помилку, використовуючи свої війська, то на них чекатимуть нищівні санкції, такі, яких вони ще не бачили. Ці санкції вплинуть на економіку Росії та конкретних осіб, які стоять за рішенням дестабілізувати суверенну, незалежну і вільну країну. Україна – незалежна, суверенна, демократична країна. Вона зробила величезний поступ із 2014 року, покращила добробут свого народу і забезпечила свободу преси, дала можливість людям реалізувати свої мрії. Країна об'єдналася у відповідь на агресію Росії. Російські окупанти обстріляли підступи до Пісків, що на околиці окупованого нині Донецька. В лавах українського війська утрат немає, інформують у штабі Об'єднаних сил. Українських захисників обстріляли з підствольних гранатометів. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Пишіть листи. Дружина першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, якого окупанти за надуманими звинуваченнями у диверсії утримують в Сімферопольському СІЗО, закликала усіх небайдужих писати листи політв'язням зі словами підтримки та інформацією про те, що відбувається у світі. За словами Лівіза Джелялової, довгий час її чоловіку та іншим політв'язням адміністрація СІЗО не передавала листи, тримаючи їх у повній ізоляції. Лише нещодавно політв'язні почали отримувати звістки, але цензуру проходять не усі. Написати листи можуть усі бажаючі, навіть ті, хто живе за кордоном, скориставшись сайтом Зона Телеком, через який можна надіслати електронного листа ув'язненим. Хотелось бы обратиться не то, что там помощь, сказать по поводу писем людям, чтобы писали эти письма, потому что они очень важны, тем более, что мы узнали, что по зоне Телеком можно присылать электронные письма с других стран, в том числе с Украины. Поэтому есть возможность писать письма в поддержку их, потому что, сами понимаете, для человека, взявшего такую ответственность за других, важно чувствовать, видеть, слышать, что все его слова, действия некий отклик находят. Поэтому хотелось бы призывать всех писать письма. 8,5 тисяч випадків зараження коронавірусом виявлено на вільній території України минулої доби. 188 людей померли від цієї хвороби. 4 області – Івано-Франківська, Рівненська, Сумська та Чернівецька – знаходяться у помаранчевій зоні епіднебезпеки, решта – у жовтій. Тим часом більше 14 мільйонів людей повністю щеплені від COVID-19. А в окупованому Криму зафіксували 283 нових
нових випадки коронавірусу. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади півострова. 15 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Комендантська година і порожні готелі. В Індії посилюють антиковідні заходи на тлі поширення штаму Омікрон. У багатьох містах обмежено свободу пересування у вихідні, на дорогах перевірки. Ми пропускаємо тих, хто їде до лікарні. Також дозволено їхати на весілля, але має бути запрошення. Пересуватися між містами та штатами також можуть ті, хто щойно прибув літаком чи потягом, але потрібно показувати квитки. У деяких штатах учнів перевели на дистанційне навчання. Заборонено збиратися групами чисельністю понад 25 людей. Крамниці з другорядними товарами вихідними закриті. Заповнюваність ресторанів і готелів не має перевищувати 25%. Власники готелів нарікають на збитки. Наш готельний бізнес уже й так постраждав через 3 локдауни. Ми зазнаємо збитків, тому просимо владу змінити правила комендантської години у вихідні й дозволити нам працювати із 50% заповнюваністю. А це Дармсала. Зазвичай тут багато туристів, але не тепер. Навіть місцеві жителі менше виходять на вулицю, бо бояться заразитися коронавірусом. У наших готелях скасували майже всю броню на наступний місяць. Якщо невдовзі ситуація не поліпшиться, то як і минулого сезону у бізнесі буде спад. В Індії кількість нових хворих на ковід зростає з кінця грудня. Ось уже як кілька днів виявляють більше 250 тисяч заражених за добу. Але смертей не побільшало. За весь час пандемії в країні виявили 37 мільйонів заражень. Померли 480 тисяч людей. Майже 4 тисячі кримських школярів рекрутовані до юнармії минулого року. Про це повідомили в прокуратурі Криму. Починаючи від дошкільнят, окупанти пропагують службу в російській армії, наголошує очільник прокуратури автономії Ігор Поночовний. Так, у кадетських училищах, загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах створюють спеціальні воєнізовані класи. Там неповнолітніх учать військовій тактиці, стратегії та вмінню володіти зброєю. І усе це підживлюється мілітаристською пропагандою. До всього окупанти не приховують, що планують залучити до формувань юнармії кожного 10-го кримського школяря. Як воєнний злочин за статтею порушення законів та звичаїв війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Наразі повідомлено про підозри 2 керівникам регіональних штабів юнармії, щодо одного з яких в порядку спеціального досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Торік у листопаді прокуратура Криму спрямувала до суду обвинувачення щодо керівника регіонального штабу юнармії окупованого Севастополя. Раніше прокуратура автономії спільно з Кримською правозахисною групою спрямували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі подання з інформацією про мілітаризацію дітей в окупованому Криму. Північна Корея провела чергові випробування уже 4-ті цього місяця. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР запустила 2 балістичні ракети малої дальності з аеропорту у Пхеньяні. Міністерство об'єднання Південної Кореї закликало КНДР підтримувати мир, а не розробляти зброю масового знищення. Японія також зафіксувала запуск. Міністр оборони країни сказав, що ракети, мабуть, упали в океан поблизу східного узбережжя Південної Кореї. Його заяву процитував речник Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно. Недавні дії Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет у минулому, це загроза миру та безпеці Японії та регіону, а також міжнародному співтовариству. Ми рішуче засуджуємо ці дії.
До цього Пхеньян випробував гіперзвукові ракети, що здатні розвивати високу швидкість і маневрувати після зльоту. Також було запущено 2 балістичні ракети малої дальності з вагонів потягів. Зважаючи на все, вони були призначені для обходу протиракетної оборони. КНДР також обіцяє розробити тактичну ядерну зброю, яку можна буде помістити у ядерні боєголовки. Тим часом у середу минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила свої перші санкції щодо Пхеньяну. До цього вона неодноразово закликала Північну Корею повернутися до перемовин про денуклеаризацію. Військовий корабель Нової Зеландії вирушає до Тонги. На ньому питна вода та інші товари першої потреби. Жителям Тихоокеанського острівного королівства вони зараз дуже потрібні. Після виверження підводного вулкана, яке сталося в суботу, зв'язок з Тонгою дуже обмежений. Австралія і Нова Зеландія ще відправили військові літаки, щоб оцінити збитки з повітря. На цьому знімку видно, що зазвичай яскравий острівний пейзаж тепер більше нагадує поверхню місяця. Усе вкрито товстим шаром вулканічного попелу. Повідомляють, що збитки значні. За інформацією Червоного Хреста, допомоги можуть потребувати до 80 тисяч людей. Вулкан Хунга-Хвалай також спровокував цунамі. На узбережжі Тонги хвилі були заввишки близько 80 сантиметрів. На головному острові архіпелагу масштабних жертв немає, але відомо про щонайменше одного загиблого. Це британка, яка тримала притулок для собак. Сьогодні нам повідомили, що знайшли тіло моєї сестри Анжели. Їй було 50 років. Вона жила в Тонзі, відколи вийшла заміж. Цунамі також завдало незначної шкоди і іншим країнам від Нової Зеландії до США. У Перу потонуло 2 людей. Там також стався серйозний вилив нафти, у якому звинувачують високі хвилі після виверження. Цей вулкан час від часу активізується останні кілька десятків років. Проте суботнє виверження було найсильнішим. За попередніми даними, воно може бути найдужчим за останні 30 років, відколи на Філіппінах сталося виверження Пінатубо. Науковці намагаються стежити за активністю Хунга-Хвалаю. Робити це тепер складніше, бо виверження зруйнувало і приховало під водою кратер, і тепер вулкана не видно із супутників. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Dayan Qırımım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Qar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Daqqa yakibi susup tursan bile.
Даян, тышсылып, Юмрукларны топла. Sevgіңе, дүлберлігің, чеберлікке тең жоқтыр. Тамырсыз құры құрай кебі кечкенлер жоқтыр. Кетежеклер. Теніңе остыкенін саплап. Сауышыр яраң. Сені güzel бақча япармыз. Біз үшін бүгін қара бияз. Дос дұшманың биян oldu. O қара қалплер үшін де белкі сайлы күнлер қалды. Evladım, қартал қалқын, қанат яярмыз. Айт чатыртау сырыңны, чоқ мы дердім. Бекчісісің бұ ерде бір құдіретінің. Суырып чықтың көкілерге, ақ бұлытқа, танышсың сен бұ ескі, оқсыз йортқа. Көп яшадың, көп көрдің, көп чектің белкі. Сен бір тілсіз тарихсың, ең әвелкі. Нелер отты башыңдан, көп яшыңдан. Қайсы изна сорайым, ақташыңдан. Башың сачың ағарған, не кедер көрдім. Қайдай қайғы, қай дертмен, дертленіп юрдым. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссера. Можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с немецкой коллегой Анналой Бербак вопрос поставок оружия, и диалог по этому вопросу продолжится, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Его цитируют наши журналисты. Вот его цитата.
Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони, але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля в нормандському форматі дали результат. Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Анна-Лена Бербак же сообщила, что Германия сделает все для возобновления встреч в рамках нормандского формата. Об этом она сказала на брифинге с Дмитрием Кулебой. Вот ее цитата. З часу мого приходу на посаду я не говорила так багато про безпеку іншої країни, як про Україну. На всіх майданчиках триває мова про російську військову присутність. І це не є хорошим знаком. Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія – це єдиний шлях, придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз. Ну а сегодня глава МИД Германии отправилась в Москву. Там она проводит ряд встреч, где, как заявляла, планировала обсудить длинный список конфликтных вопросов, в том числе и угрозы России в отношении Украины. С нами сейчас на прямой связи Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день, витаю вас. Пане Володимире, почерпнули ли вы для себя какие-то важные результаты в результате визита министра иностранных дел ФРГ в Україну? Для нас важливо не конкретні результати, а те, що новий уряд Німеччини зараз здійснює конкретні активні зусилля для відновлення перемовин в нормандському форматі. Це по-перше. І саме тому візити до Києва, потім до Москви, і Німеччина знов відновлює свою роль головної рушійної сили в переговорах в нормандському форматі. Ну, у Франції просто вибори президентські на носі, і тому це відволікає увагу французьких політиків від цих перемовин. Тому Німеччина знов тут відіграє важливу роль. По-друге, от в цей день не тільки ж представники німецької дипломатії, керівництво німецької дипломатії була в Києві, але і очільниця канадської дипломатії, представники Сполучених Штатів. Очікується візит держсекретаря США Блінкена в Київ. Все це означає, що на Заході дуже занепокоєні ризиками російської агресії, і Захід демонструє солідарність з Україною. Тому от дві головні лінії, які для нас важливі. З одного боку, зусилля, щоб відновити переговори в нормандському форматі, а інше, і це на сьогодні головне, це координація дій, спільні зусилля для того, щоб зупинити російську агресію. Ну а что мы называем активными и такими консолидированными усилиями в противостоянии агрессору, ну или сдерживании агрессора, потому что даже если мы говорим про Германию, безусловно, заявления, которые сделала Бербак, они очень важны, но не Германия ли та страна, которая выступает за всегда введение в эксплуатацию Северного потока-2 и, в принципе, страна, которая стоит в авангарде этого проекта, не та ли страна Германия, которая блокирует поставки оружия Украине, не та ли страна Германия, которая блокирует, к сожалению, предоставление Украине ПДЧ, как, впрочем, она это делала в 2008-м? Ну, я нагадаю, що в 2014 році, наприклад, не тільки Німеччина, але й Сполучені Штати Америки були категорично проти постачання Україні зброї. Да. Навіть оборонно-летальної зброї. Категорично проти. Да. Зараз ситуація помінялася. І також нагадаю, минулого року, коли перемогли на виборах парламентських в Німеччині соціал-демократи з невеличкою перевагою, але перемогли. Які були у нас апокаліптичні очікування? Все, проросійські сили перемогли, будуть підігравати Путіну і тому подібне. Але ми бачимо, що активність німецької дипломатії, вона не знижується. Більше того, якраз зовнішньополітичний напрям очолила представниця партії Зелених, а це серед політичної еліти Німеччини, серед тих партій, які представлені в Бундестазі,
Це партія, яка найбільш активно захищає Україну, підтримує Україну. Тут є прогрес. Давайте виходити, знаєте, не з такої, я б сказав, вибачте, примітивної позиції. Хто не з нами, той проти нас. Ні. Ми маємо шукати підтримку навіть тих, хто не у всьому нас підтримує, а має якісь свої особливі інтереси. Але для нас головне, що вони проти російської агресії. Щодо Північного потоку-2. Дивіться, він ще не працює. Якщо б все було так просто, що Німеччина, як ви сказали, в авангарді цього проєкту, він би вже працював давно. Але ні. Это следствие, да, агрессии России? То есть это не бюрократические перепоны и изменения этих компаний в законодательство немецкое, нет? Слухайте, якщо б йшлося просто про бюрократію, в умовах нинішньої енергетичної кризи давно б його запустили. А так є спротив. Є спротив в самій Німеччині. Як у нас є різні політичні сили з різними позиціями, з різних питань, так і в Німеччині. Ті самі зелені критично ставляться до цього проєкту. У лібералів є критики цього проєкту, до речі, міністр економіки в цьому уряді. Але є і прихильники. Як, наприклад, в минулому уряді. Я от неодноразово бував в Міністерстві закордонних справ Німеччини на зустрічах. Я завжди запитував разом з іншими колегами, там, з Михайлом Гончаром, наприклад, ми разом запитували про цей Північний потік. Коли наші політики, до речі, тоді, за Порошенка, публічно не піднімали це питання з критикою. Неофіційно, да, перемовини були, висловлювали критичне зауваження, але публічно уникали критики пані Меркель, що показово, до речі. Але от ми піднімали це питання. Що нам відповідали німецькі дипломати? Це не позиція німецького уряду, це інтерес німецької економіки. Це от такий дуже прагматичний, можна сказати, опортуністичний інтерес німців. Я, до речі, просто нагадаю, не всі у нас про це знають, в Німеччині немає LNG-терміналу. Поляки, литовці побудували, а німці користуються газопроводами з Росії. Їм це вигідно. Ну, така ситуація, так склалася. Але для нас важливо збільшувати кількість своїх друзів, навіть якщо вони не завжди послідовні, ніж посилювати і збільшувати кількість своїх ворогів і противників. Якщо ми будемо використовувати принцип «хто не з нами, той проти нас», у нас дуже швидко кількість противників буде більше, ніж кількість друзів. А как вы думаете, все же вероятность того, что Северный поток-2 не запустят, как ожидается, летом, да, это высокая вероятность? Я б акцентував увагу не на термінах, коли його запустять, коли він буде працювати. Питання в іншому. І боротьба зараз йде про інше. Щоб він не працював в повному обсязі. Щоб згідно європейського законодавства цей газопровід був заповнений лише наполовину. От за що треба боротися. Це перше. А для нас головне, щоб Німеччина і США виконали свої обіцянки. Вони обіцяли, що вони зроблять все можливе для того, щоб був збережений транзит через Україну російського газу. Оце теж, до речі, парадокс. У нас проти купівлі російського газу, але ми не можемо відмовитись від транзиту російського газу через нашу територію в Європу. З різних причин, зокрема і безпекових. Але от такий парадокс. І тут такі речі треба іноді враховувати. По-друге, допомога необхідна Німеччини і США в модернізації нашої енергетичної системи. А зараз, от саме зараз, головний пріоритет навіть в іншому. Я думаю, що нам терміново в найближчі місяці потрібна дуже суттєва, серйозна допомога в зменшенні ризиків енергетичної кризи для України. І не тільки для того, щоб ми пройшли найближчі 2 зимових місяці, щоб не виникло серйозних енергетичних проблем. Але нам, на жаль, знадобиться серйозна фінансова допомога, щоб заповнити підземні газосховища вже на наступну зиму. А ціни на газ зараз суттєво зросли. От я думаю, що в цьому питанні ми маємо зараз домовлятися, це вже питання енергетичної безпеки для нас, і з Німеччиною, і з Сполученими Штатами, і з іншими нашими партнерами.
Вот действительно на протяжении последних недель мы видим такой марафон различных переговоров. На прошлой неделе мы активно следили за теми переговорами, которые прошли в Женеве, в Брюсселе и Вене по так называемым гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. На этой неделе действительно огромное количество дипломатических встреч и переговоров проходит в Украине. И завтра, как вы отметили выше, Энтони Блинкен должен приехать в нашу страну, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как вы думаете, все вот эти дипломатические переговоры, они сдерживают возможную агрессию России против України? Так, але вони не дають абсолютно гарантії. Є принципова різниця в ситуації 2014 року і нинішньої ситуації. На превеликий жаль, в 2014 році Сполучені Штати, а ще більше Європа відреагували дуже пасивно, мляво на анексію Криму. Більше того, вони навіть тиснули тоді на українське керівництво, щоб, ну скажімо так, Україна не застосовувала силу для оборони Криму. Є такі повідомлення від деяких політиків. І по Донбасу теж була спочатку млява реакція, тільки після того, як збили малайзійський Боїнг, ввели достатньо серйозні економічні санкції проти Росії. Зараз ситуація все ж інакша. Є достатньо консолідована позиція Заходу, є категорична негативна відповідь на ультиматуми з боку Росії при всіх розбіжностях, які є і всередині НАТО, між США і деякими європейськими країнами, зокрема от в питанні перспективи членства України і Грузії в НАТО. Але все рівно на цей ультиматум відповіли категорично ні. По-друге, є підтримка України, да, не з боку всіх країн НАТО, але підтримка на порядок більш активна, більш потужна, ніж була в 2014 чи 2015 роках. І Сполучені Штати, і Велика Британія, от Канада зараз, вони достатньо активно допомагають Україні, особливо от англосаксонські країни. Да, є специфічна позиція Німеччини. Це комплекс Другої світової війни. От Німеччина не хоче продавати Україні зброї, але у нас і немає критичної залежності від цього. От сказати, що нам критично необхідна саме німецька зброя, я не можу. Безумовно, я не військовий експерт, але наскільки я знаю, у нас такої критичної потреби саме в німецькій зброї немає. Це скоріше питання принципу. Тому українські дипломати піднімають це питання в перемовинах з німецькими колегами. Але головне, що зараз от погроза санкціями, Росію попереджають заздалегідь, що можуть бути жорсткі санкції, якщо буде агресія проти України. Є дискусія. От дехто вважає, що треба вже зараз вводити санкції. Але досвід свідчить, що не треба викладати всі козирі заздалегідь, що потім буде чим грати. А по-друге, деякі експерти вважають, і політики, що зараз це навпаки може підштовхнути Путіна, якщо санкції заздалегідь вводити, серйозні санкції. Це не стримує Путіна, навпаки може його підштовхнути до більш агресивних дій. Але попередження, воно, в принципі, працює. Хоча, знов-таки, проблема в тому, що зараз, на превеликий жаль, в російській владі панують яструби. І ризики військової агресії з боку Росії, і в умовах, коли Росія підняла дуже високо ці ставки в геополітичній грі, ризики того, що вони спробують впливати силою зброї, вони достатньо великі. Тому зараз от і така дипломатична активність. Вона, знов-таки, не є запобіжником, але може спрацювати. Просто проблема в том, что Россия сейчас пугает дальнейшей агрессией Запад, шантажирует открыто, да, и говорит о том, что если вы не пойдете на наши условия, которые мы выдвинули, мы вот нападем на Украину. Но ведь агрессия состоялась уже в 2014 году. И если вводить санкции, то нужно вводить сейчас за Крым и за Донбасс. А так получается, что Россия сейчас угрозой войны больше добивается. Она добивается сохранения статуса кво 2014 года. Ну, то есть как-то несправедливо получается. Почему на это идет Запад? Несправедливо, я вас розумію, несправедливо було в 2014-2015 роках. Да. Істина завжди конкретно історична. От санкції треба було вводити жорсткі в 2014 році. Я тому і дуже критично ставлюся до президента США Обами, тому що вважаю,
що саме його занадто м'яка опортуністична позиція, вона, на превеликий жаль, сприяла російській агресії. Да, але зараз інакша ситуація. Розумієте, от треба не через 7 років сказати, от за Крим отримуйте санкції. Зараз ризик проблема не, от зрозумійте правильно, зараз проблема не в тому, щоб покарати Росію за Крим, а в тому, щоб стримати Росію від подальшої нової агресії. От в Росії багато хто вважає, що в 2014 році зробили помилку. Мовляв, треба було піти прямо в Україну, захопити або всю Україну, або хоча б російськомовні регіони. От не зробили цього. Просто діяли через проєкт «Новоросія», через сепаратистські мятежі, але от не спрацювало це в більшості регіонів, крім Донбасу. А зараз от ці ідеї знов актуальні, вони не вірять, що врешті-решт зрозуміли, що в Україні проросійські сили не повернуться до влади. І що тоді? От дійшли висновку, що треба силовим шляхом зафіксувати російські інтереси в Україні. Ось в чому зараз головний ризик. Тому і питання в тому, що санкція – це не інструмент покарання просто, це і інструмент стримування. Безумовно, санкції не є абсолютною зброєю. Досвід свідчить, що вони не дають абсолютного результату, не деокуповують території, не змушують там агресора піти з окупованих територій. На жаль, ні. Але все ж таки вони зменшують ризики подальшої агресії. Тому будемо сподіватися, що цей підхід спрацює. Але знов-таки зараз ситуація дуже складна, і тому багато з того, про що домовляються от в цих перемовинах нинішніх, про це не повідомляють. Це працюють вже закриті дипломатичні канали, сигнали, які йдуть до Москви. А сама кількість візитів і оця активність дипломатична – це сигнали для Москви, що Захід на боці України. І він не буде діяти так нейтрально, як діяли в 2014 році. Сейчас мы из уст российских дипломатов, будем так их называть, Лаврова, Рябкова, Лукашевича, Пескова и так далее, слышим такие угрожающие заявления. Вот, дескать, если не будет какого-то письменного ответа, это повлечет за собой непоправимые последствия, там ситуация складывается очень серьезно и опасно для всего континента, да, и так далее. То есть такие продолжается повышение ставок, шантаж, блеф и так далее. Но здесь возникает вопрос, действительно ли это просто шантаж и блеф, и в случае, если в этом письменном ответе НАТО и США не будет особого отличия от того, что в принципе говорила Шерман, как может поступить дальше Кремль? Два варіанти, ну їх насправді навіть більше, я 3 базових варіанти назву, як Москва може діяти далі. Один варіант, вони і не очікують того, що Захід дасть позитивну відповідь. Ну, тому що ці вимоги сформульовані в такій образливій формі, в такій ультимативній формі, що Захід і США, і НАТО просто не можуть дати позитивні відповіді. Ну, це просто неприйнятно, це капітуляція. А Захід зараз все ж таки не в такій ситуації, щоб капітулювати перед Москвою. Тому очевидно, що не буде позитивної відповіді. Я не впевнений, що буде і письмова відповідь, але теоретично можуть дати якусь таку чемну, або, можливо, і не зовсім чемну, жорстку письмову відповідь. Тому Москва може зацікавлена бути в проміжних переговорах по конкретних питаннях. Наприклад, обмеження ракет середньої дальності, щоб, наприклад, не було розміщення ракет середньої дальності в Румунії, або там вивели з Польщі, да, але тоді Захід буде вимагати. А Москва хоче торгуватися. І от якщо Захід не захоче відмовлятися від розміщення ракет середньої дальності в Європі, тоді Москва може, от це буде відповідь теж, може ввести свої ракети середньої дальності в Крим і в Білорусь. Може бути розміщення тактичної ядерної зброї. Дехто вважає, що вона там вже є, але теоретично для Росії це може бути козир, що от, мовляв, Захід нам відмовляє, тоді ми будемо розміщувати і ракети середньої дальності, і тактичну ядерну зброю. А може
домовлятися от по ракетах, по військовій активності в Чорному морі, по НАТО, як свідчать наші дипломати.